раскрутить, чтобы они все Я- были чисто по сунне. Да. Или закрыть. Да, если не по сунне, то лучше закрыть, я думаю. Они салафиты, вот эти гейцы, которые там. Ну, всяко разно, не заразно. Просто если они салафиты, как бы они же братья все равно. Все мусульмане, братья. И левые, и правые. Да, левоцентровые, правоцентровые, все братья. Му'мину ихва, мудрецы. حلوى بن بامبلة. И хушил бы арба муат бить службу уже. الواد جنبه الأتوات حلوى بالعقل اللي ولد سموه هم هاري سنين. Али валь Привет всем, хочу Это течение и хуйня. И одно из сотен течений. Осталось только выявить, какое из них правильное, который прямо этим в райские сады идет. Это низник многих точно يوصل многих. Soğuklarım yolunu da treni yok da sırf yok sen عندك mutlaka نيزنك خلوقان. de yok da uverin Ele on šienak nīsu. de yok عندك da نيزنك يو جنبولاتو نيزنك يو. az da zembolotini tanım nisayat treni gis nis yok primon yol mani vurduk همبل بن شربل يا ول. sa توزك إنك نيزنك يو. yes sizin geçsiniz. Вообще, вахабиштани, салафищи, аллусунищи, братишбат. Только суфи, вечры и нистухую. Калмадас. Суфи Сунхиткаш. نولوجيو عجل لوكا. Войнох чахлеш, бацер. ونوتشي تروح. Короче, так, собрался ши хо и хи лахраю. Причем трех, Wird wie willst du das? Weil noch Schachel da, willst du noch nicht Million%, der Schuchso. Tro Deutsch Lecture da, Jelsmann wurde. Keitza, Yesulafische, Wachabische, alles in der Bebe, Saanon, Nisa jetzt. Ich will noch so, Kaudil. Ага, ни туда, ни сюда, Лахади. Лубянский негят, и Лубянский установится, как-никак. Салауту его. Из-за уже скрытый вахабищу, уже эрно штукаешь уже, скрытый вахабищу. Yani Siriya, så inne och du är som Guinea så det är ju som det då säger neråt. Шабершие за по-своему, короче, шалти, что там очень интересные закрутцы. Салах просто за массанат эдилен, короче, юмете хоши дан.
Dan als je dat als je kwak zou zien. Şimdi гумаются в сцене будет решено за. Интересно движение, короче, из того. Когда за него да вот он. Все равно шиене герцо, я же ты дуешь само, а же видео. Батюшка Саладо хочет на 2 стульях сидеть. Он вердиствующая, иштуй бог, самое уже, даст. Он предатель. Он предал нашу Софию. А жена Лука, вот о головало. Вот что дин ты нашедший там. Бусу дин чуа предатель, не предатель, да. А либо дин чуа, даже Путин вала. А либо дин чуа вац. Видел? И что тебя? Це предатель, не предатель. Хрун, вавен, ваньку, между гдой. Все. И ха, бусу брату. Взял хадавиня, тани хавушу. Сон вац, если до вердок хватит, так сон вац. А Путин вердок, что? Такой Путин, Сон генецо вердок, что Айлах из-за вердявый того, был. как без твоего закрыты. Айлах вердявый был, сразу. ضم ساقا اتغاسق ديريز خل الله ريز خل المجر ديريز متر لا دوش لا مشهور الله الله ريز خل الله ريز خل هون داش بوش شو شتي ветеран. Знаешь, что делать? Ветеран, а живой мертв, охрешь платца. Сохраните, ветеран, ориентируешь платца. Он близко raison. Son хорошо. Вот собой чергаляли, вот собак равали, что или. Soçu yani gerizlerle muhatap sonra okun. Буту, Dušu kafir. Важно, буту, и сюрте, а це вечером, а да, саботина, саботина. Mjau teru ala uj. Je zo Вообще, isto da isto ule rađeca ovci. Вылитый ухо, да, мелдик не гола. Čo teru. Da otur du. Så ta dyrsönen näse jaoks där själv. Inne dyrsös tajun. Ramsteinen da üç forsa da ja bu näse jaoks madines jäderni jaç. Ul grad jaç. Kaurovuş. Se kadol glilin selam. Арвак, бегри هو. Del da ba terkhedam boy to da dosh be. Az boxuk صدينا وشوبرات انترنت شو هو دين شيء داتشون اش شون جاوا يوكسون شو نورمال اش بعدك بيتي اش مدر دين اشتا خلة طبعا ما بيدا في الخلة يا روح تشتولك شليلا شو مدر دي تاعت اش بهما اولت داتشون تانجي
знаешь, уж законно бузлобна, бош вообще трогать мобиер. Он да, что опущено, ишь гурма ищу трогать, и надо хома, да, се опустить один ашо. Что трогать ирю. Но чуть-чуть, да, долж, и дуть-то дать больше, ши. Что слегка лёш опускать ирю, иншалла, Роман. Муджач, да борж, варт муджач, мы бахнери, быстро. Da syli ni da buslik şeriş materdiç das. Ja, da, Tekrar så en var. syle bolt çoğu ne var, ya nokçu bolt çoğu var, så. Ja, weil Ermensch bolt çoğu var. Weil man bu çoğu så mor. Ja, bäckar, gurdom. Если ты мужчина, лицо покажи. Дел дабо, дел дабо. Если ты мужчина, ты не чеченец, представь, ты чет, уже акцент, söyle ya. Ночью мат даже шучу, говорит. Ой, да это я что это представь, ты ламо хо, рук сидит дал. Söyle бат, уж бог уже я что ты не мужчина, ты не чеченец, бог. ما опуститься den hallo خلي. Da in guç doğurdu bu ok meltiş hava bu da sabah şoyn. An muatta, представь, вот даешь, представь, боят совсем охот. Посвили там ищу, залумят, если ты мужчина, бог всех, так, Den tager daga die så okan. Dus dat is nog je leergeld. Dat is die niet machine boos. Хош, мой теннис, сторонник, лид со связывающей звеной, един до хош, мой теннис, там уровня дало изошник. Един бандо, Du. ше уровня алдалош, хош, представь. I tak okan de el bokko je lek horsma i hokar áttétet ma du je dokan. Vagy vezri ma du boos. Tehát szedin. Nou, wel, ja, bro, die. Ramste, чува уй лэмэс да. Это я ринек, вот мисс из чува он, ты, если ты мужчина. Ой, да, вот там привод, как ты цуэ, уже любой на гвилла царь, уж. Связь дикрыто, дикать пой. Из тебя хвату, ja, на закуску и. Sabada. Da catches long. Da jag vet vad som nå har. Da jag vet. Här är inte schon goit schwege. Ho chwabes melbes bies bacha goshonar. Eu har lärt du enste du. As it kent jag ramel du ga dolstu as it alla badella da gura da som da. Ja, ja, bes haus ist bloß. Auch ein Güstulche. Auch har schers tane chwabos, hakon kurza, hakon baet nek dusuga. Hoje tem até encho disso, né, do seu gato. Nós tem até encho nesse, mano, doutor. حرمي دويتsa تحت سرميتsa. Ja, até se corta hoje, que tá, you know, a só não quer te mostrar, não sei, não sabe. Era minha negócio. Oh, e daí Прерываться для шалаха, делишь. né, que estou. Он да ответит, что да, дух беш арку, что по поводу липас больше, он делал. L'Italie, attends. Comment c'est grand? Le voyage vraiment utile, plein de Hadi, assalamu alaikum. Уалейкум салам. Это освободилась секунду. Все, хазон ставит. Wow, de box hour. Alhamdulillah, нормально, да, выиграл. So.
كل ماضي نشاط. Сидите, мама, да, сюда. Нормально, что года. Довольно. غير هو خطوة هذا ideologisch ولا Балушки каждый пьет, и шалдуха. Чаще из бина. عايز بنعيش شهر ويتهار البروبلم هذا عاين الناس العوا وقع شيخ ترجع نوعي وقت دعيالهم يوقف Na mooi pas, also. Hoe doet het? Om je leed zo als je ja, nou. سن بقى دوكا هو قارن شوية هو Waarom zou je zo? دوكا ني Moest op het ja. Maar ik zat ook zo nog zou. Zo alle bezig, pas iets zo. Dat iets zo nog ergens was. ده اتو بول اوجينا مصو بوزلو بشير بول إلاريا Ah, نيس مدات não. É moela. ده اتو بول هورن دي قال شو بوزلو بدنيا قيرش دنيا وشنج قال شاتس الله هو اتو بول Anis, anis. Ja, hockey alltså har hon كويت مثلا كويت شو بيلاندو خام خايهم روشتا هنس حيقعدن بفرنسا وشبات تارك دايل ريس خيل يعني شو قنوقش متاع دق لا o što je sam. Идеология, ты койди идеология, сейчас це оликология, це свой чужой ду. А вой ночи и дат, хомо це хла вой бакка чар олш дагдаро. Ва тема да керч чун бусол чун вот чун масу хабурса. А огар о алмек штас бо о оли хапам. Nu zeg maar, ze eljan, ultra eljan, dat deel dat ze. Ну да, jo олш беш доквохал, чуваш це олш беш бац, виш уже лерта мацахети картин ду обши. Wie dat dan dan? ده اتو بول هنقعد تشيك دايل ريس هنقعد تشيك نوع تشيك قال شو وفرنسا عمود положение мультика. Šta opšal, normalno duše, sad položeni šeriju, što opšal, delo je tamo normalno, no. Odrezal čuje, ho. Odrezal, no. Da, me svoj roman predah, ali to je Amen, ja, sad je ovako, imamo koju okoj. Da, še roman, kawaš bol, odrezal bi, ito pred ta lor, ta inženjer, ta linguist, to duk moji profesija švoj. Duk ju, valla, adujuć duk, duk davaš razdevca, zudbeš tuve, zudriluješ, beriluješ, ekonomišć. Međunarodne pravo, це прав, ще кварт бегулешен шайка. Да, док ба. Дел деш дієш пош масана дієш школі бече качабик масана. Мезги кул шварсе школи. Пошукач ду наїч короче, движение бакаче причо гердут ну важко гацик алки ну. І часто он со короче. Bom, duas rätt går också, men vi skulle så nu så det är olla just där så är bokor det så är det inte mål. Just det är extra hej så ju är det grazar är det också så skulle så get nu med. Och så отношения, вот så det är så det ska så med då slächen короче. Det är så Долго все рынку отношения хундас, короче, я, короче, садно. Различные аморду сами еще ораны, целую, короче, еще кидега сей хоштол, дина. Да, Марко Хилсто, чубахкан чан, Марко Белли. Мездеги боото, са нохчол дезерма, да, це рилку. Да, не, це рилку, да, це ж я, що це, ну, що, ну, смеждеги, короче, що вело, Вообще, це положення, наоборот, собеш, цього голда, короче, це, ну, сон, короче, резуватися, сон, дійсно, ле, цього, короче, цього шуваги. Дивіться, ця статистик, чувачка, умаця, чи інстіарі, Турція, пожизненно, ханту, хака, це мудака, і дершен, такої чолока, чудієш на дельно.
ده تو لا إذا مو دزون عثمان عشان سماش قد عدلش لمنا شخودا ديلدو ماش ديگас уж дишь далуштела. А помимо с добровольно далуш меткицон, схожа дадел мадуя села мацали, короче, мяч дигиш самолома собоиш. Что сишь мети онделду, что сан рил хулк амордулил амордуя элчун ая бошко канту бошко то. Саума дас, короче, короче, алдол сумбар мират бишь, куз ягайтин, короче, дас. وين حموات نوخش الحموات Sunt anormaș, adicțic, amordu, beh, mobil, vindet, juas. قيتو اسبوع كدو ها وين نوخش نا وين نوخش ريل قدات بوسو دين دموات تن بوسو دين جو ريل вообще دات Savaş lela, sudem, bratan. не اسحقيت بون اسحقيت لا ما تساويش وبراسك ما نكشلوش نسأل نواشم ديس مجيت. داير ماجد ها؟ قيتو أصلا الوش أصلا دباري توكل وش он сахкуль яллот, короче, буду, короче, да. Что проблема? Я сахуду сахаш, ну как раз. Не, сама лета сам до буа учится, пал будет бо. Бага, этом дуй пал будет, меча будет, и дарит есть. Давай это لا короче. Алуака, и пал будет бо. Алуака, мو вахуя, запроси, а то пал будет, мотылек. Да, мотылек, вышел, да, мотылек. Ишман, короче, да, вот, среди мش моя, короче, да, что тем я على ولا ويستخل قوس. هو يقولوا دنيا ور دنيا نقيتن بوزول دنيا ديستردو كوي مولو شوما دا ديستخلش موات بيستخل دلدات ولا أميل أشياء كويسة خيتك عيلك قال شو أسرق دوس ريزوات سبرتان ريزوات سكروش أبوش شون دواد عيس ولوش كك موري كربري صعب بروبلم يا أخي صعب بروبلم حاول أكشوا ديستردو ده لا غير ولا سجوسون ولا سجوسون زبروس هارو تيك توك شو قال لي لا تعرفان شو زعودي بوصل بواس عين صوب بوصل بودا مولا صوب بوصل إيه ظرفتون إيه كميال دي أشياء إيه حلوة شون بوصل دين دوزي عذر ورويش Well, hallo, panda, hallo, шо. И бусол дин доизе хамадизе tu nach бусол ба. Да, ездил, да, естественно, да. И цум, короче, вообще, ну, сахается, бусол диндит, вообще, саинца, лакител, короче, вообще, он дится, а мазмун, признать, да, хо бусол бу, хот хайн хучул, но до чего так бусол буат, ла бусол дин доиш камил хамадизе tu деште. Да, из них не слох. Бух балу бирцун tu камила. Да, видишь. Я думаю, что она зерваза, возу духой, кажется, что. تعالى SMS يا تعالى انت يا تيق ولا دعوك ما تتوه حقمني من بوخ بالو ما بيزا لا استنى ده يلا ديك سخولي مو والله شو شين مش سوي عن قيتشن شو ايش تشغل خلقه ثاني ويهم دات وينوختهم انا معطيب ملو عش بقوليله وينوخت غير شقوق شو دايش ليلك ودي تصدق دك هرهم مدي وينقتسر ويدايشم لامز ياتخي دات لامز وبقنش دك بوشو تار بويسن لامز ياتخي ارت داك تركشور دا ساقوستر ويشو در داس يرين داقوستر دك يو تو تخزمت كيرون يوادو تشديت كلي زيزك دول مدي بايبو مت يتل تنيلن بوكش دين امام دور شعب وحبوسو بواتي اولي دلواتي هكذا اللي يلو تيرسن داتي قميلش داشتر وشا داتا وش انا وين جين مدوية عم باخ هنا جنايس هنا جناية اكارو ديتشي جين دوك وين نه تا سو خون خزيتر تا روشه تا وحبوسو بواتي هون دين تدري اللي قلت دين تو روشه دوش الباتش بس يلا بس غير بس Инцам общественный туалет, что, Юрий?
من وين يقيت ليش ديش يولي اللي شو يتو إداس قميلش ديش أنا شيء كويس يعني صح أنا شيء كويس نزوا حلو هذا حلو تقول وتعقمي دول أنا شيخ باقشي قمي Está palhaço, churrasco, sazo, cegão, você diz que não estou eu, Zene, na área, a coisa. يا أروق تقولش نبرة حلوة أصلا نية أصلا تباليازو بس أنا ما رغبت مو يا زوري ما عاد 70 راد سودو شتوقتن 70 ليت يالس من جينو وقشوك الله الدنيا عدك كان دوزة عمو não televisão tem coisa ثاني تدري نوتوما خير هوقشو حلوة لتسا سريما نشسان تان آلش أتر هوقشو لبوين حلوة لتسا لبوين حبيب لبوين هي شوف شو تعملها كنت وتعنى قلوت شغلة كنستولي تروح ساميكرو لا Ošak, Bukaresti, čo? لا وديتي شو شمدو ديلو زورو إذا حسين على الواقع ده حسين فرانسي Aha, ja, etno so sam. Let's all شو تشتدو بس Evo, eta öšak dobro veže so هارو هذا سويته وش ده حسين بوغور هر سويته حسين كشو شو كلاسيس بس تعالت غير شو حمد شاوي صدعو غير هوك حول والله لا تمت بيوش دوية لا تمت بس تو تريد 100 مليون مواست خوخوه وقصوا معنا واتير مصدر ضغط ويغوشك والله وق ما سموكش دويو ديلي باشا خير ماش ممكن ما شاء الله حوضي يا شو هو تعمل بالدقة هو تعمل بس لدام كده بير عاوز عدوين ينسر عاوز لا كتوار وسا غير خي العسكر ناخد شقنا واصبر وهذا انت الجماعة فوش كاسوي تديت نفسه انزل كون الجماعة شكرا بتاع ده اللي تم جدوه انسان خدو تجا خدو هولي الله Дерда цаум отдыхаю, сайсаду ашвук, выходной, суббота, воскресенье. كم شو عاد اقول اشتغل عادة وقت كم Чеймо. يوقي كم شوقي كم كم صليتوا ده ليش ما يوقع بوزو بانكستان اوش واي باقي جاري القياس انا جود دوري لا صعني صعدا يقعد سوا قرق مواست كنت يعطيك انك دولار والي مت ومواست شو انت يعطوك ورقه وين هو يساتك يجيب بالغ ناني القيق منو قير شو ده تمام غير يقتل ويلا شبو تمام غير يقتل اولي دعايا ديتي ديلو اللي مثل شوي ما لا يستعجلك بوش يا ما يلي يا اخي ادمر ما سال ادمر لا ويودني عند عجاية شاش بيت هي تربرت عند عجاية كروش اخي ترسنت اخي تقيتو سجمو شينزم اميال دوش اصل ريستان سماس داوين ماستربوش وسيرويد عجيش اخي بولدوس لا تو بايا ما ديارز مثل يل كمالت صوبر ديلا يدونك حلوة أدم بيكل وهرات شغل شفوني بروست حلوة شات ريشوت كشتا سنتليشن ده عوالم دو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دعيالعني ведущий حوق ويستخل مجيس حجل صوش حوت عجل كنت خيش حلوة الورصة خيط شي حوسية خيط أساسية حبيبي حاجة افرينا إذا تبغوي الله جيت مكش لا يغمر ويش
اللي اللي Noche more to depends on that. O обработки ремонт. Ouais, ça veut dire tu alors. Gainer شو ديش. سوش إيه حدا تعقست مهلا إذا قوي وش ورون وديك وش ورون إيه هذا شو برستيتوتش это شو هو جيو بيتوخيش гребаный опущенный Nosta noche matada, noche yok metkerin bist vol boxta. Gezita, als tayo شوف وما ذات الطريق نجي قاعدين الناس قاعدون أحشد الطريق ديز بوش أو جان شبيت نامش بيت ديزش تا نركت هاتول سن دا ديزر دوي بوش حب مدهك ودين الناس قاعدون أصلا جز حب أميلا جواب دولي تكون برستيتوت عملش بويتا حنا أحشو عوصر دو Deel da Joosje zo oppositief. Zo'n parentje ze wie houdt er wel ook zo. Zo chur zo duezel te bees. Al dat ook als je daar moet. Nach mas bees ze buiten. Zo chur zo zudri zo duezel zo te bees. Als iets op oppositief ook zo. Marshall Dumas agistulce da maseri hatsa daia lirksa. So hoe al teri rasks alla resglil el die shunduwe hundelche. Terwe nog tjwa busul din derjo yuksto achich. Prямо в центре лат дезмахоли. Тига терго у центр ело. Стадион ел ху елок тига. Swam dakom. Duхон управление ил нахуен. Was het is подвал schreeu gaat подвал очень интересно подвал schreeu чуа чеймала hoe zijn op secretair zijn usbel meldum stelo we dag wat alles busod din daar zijn mas zijn het awal wa mashi zer plats مش ook dat busod din daar zo ja شو يرتاح ماجكش اجوش اوي تاهم حالوتي تاوي ريز دوتم تن حالوتي لوك اوكي نوختي بيني نوختي حيزيني هذه وجهه أتار دين ديكم وين قاتكو ساكن بوصل أم دكوين دير ساعت الماجش لا دير دات سوم لورواتسكي سونا تراخيت تر نوختش بين بولتو أم داجي وين سابوصل دين داجو غياتش بنيتي الخيت شوكسوي ويتسوم نختقيتش دوي يستخدم خلي Maar zo de maar zo de. لا غاس سولي وين دين دعوات لابوش بات شاش تدينا عيش شاتش تعالي ساعة بس ساعة ياتش تدينا عيش نو ويل دوش تدبو خاين زوا حوش لو خير هديدو جو أربع بروش إيوه دين دا جو ياتش إيميل سولي تشوتت نقصانو الدنيا داخل وما دوتسك بندو خيت بارك شتاغولتش عند عدل دو أيلس من يح وميل ديكريت Wat ik als je het hoorde wel hier zwart dat ze gaat goed is ze wel zo te goed is het wat ze kan niet het wordt en dat zijn wel zeggen dat hij is goed is moet ze dik bij me spelen adot je gerger naar bolchol luch samoe dan niet ook er gaan nu ilma dat is ik zonder hermel wil jullie het net zeggen er bosul din daar was ook doek midwedeus elk doek zo
šajā prezidentūra gan ir tieši премьер-министр Волхан Лютий. Нохчи чуа штуеджи. Нохчи Кавказе малнаш опасная ситуация. Халбу албуцерцы зарплач деладис. Ишларба без охрана. Представьте, малнаш ларба беш. Бусуднально, я малнаш ларба беш, больше малнаш пугат. И ларбеш беш раскш ларба беш, раска эд. Представьте. Бусуднах я малнаш бук ларбеш. Что такое хал? Մանդալիչկա գաբզանեմ։ Ինո ջուգուտո բադ խանդակարը մեջնատ։ Ինո ջուգուտ, он еврей, ведущий еврей, потом он смеется мекунад мана, хана мекунад даман։ Օղը բարը համու խավագնե չի հա խորատ մեկնյու դրո դալիչկա գաբզանեմ նորմալի ուդան որ գաբզանեմ։ Балкамезен, урусский габзанем и кастанем фамам. Я на русский скажу вам, что вы поняли. Он хочет, чтобы... Вендетта, подожди, стоп, Ави. Вендетта меня уговорил, я его поднимаю. Приветствую вас, каферы. Ассаламу алейкум, как дела? Это наша национальная... Вот Милат говорит, Волошила, Мухаммед 100% был геем и алчан. Ой, салам деч, эрко я сад маус, саде ядерный, салам ты ахечу. Марш нового приводити свободним. Я чеченець. Я просто ходив, искал мусульман, нигде не смог найти. Услышал, что вот тут один прячется. Один прячется у вас. Их сюда гном. Что из-за тебя? Потому что они такие не были. Когда не буду плакать, если что, плакать тех, кто будут, которые тут... Я не буду плакать. Брат, ты хадисы, знаешь, я тебе приведу хадисы. Ты хадисы свои оставь при кармане, брат. Это муслим Бухари. Послушай, Вендетта, послушай, брат, ты же чеченец, у тебя там родственники, все мусульмане, иди лучше какой они мусульмане, они думают, что они мусульмане. А микрофон легкий, он, совсем мало, что у тебя. Там ни одного мусульманина нету. Кто, твои родственники, что ли? Ни одного мусульманина, чеченца нету. Они думают, что они мусульмане просто. Ну какая разница? Они же с ними намаз читали вместе. Какая разница? Они же, допустим, мы же вместе намаз читали. Какая разница, брат? Я тебе объясню, что они не мусульмане, я приведу факты. Я это факты, брат, оставь при себе. Зикр делают вот наши, вот зикр делают чеченцы. Алло, 29-й, послушай. Зикр делают наш национальный, зикр. Алло, зикр делают. Ну послушай, зикр делают. Подожди, брат, подожди, давай я тебе кое-что скажу. Допустим, у всех национальностей есть паразиты, которые я не хочу за один паразитов, там весь народ, там что-то сказать, брат. И евреев есть хорошие, и паразиты, мусульмане как раз. У всех народов есть свои традиции. Паразиты, мусульмане, которые на народах паразитируют. Я по-твоему, который подо мной, я по-твоему, я хороший мусульман или плохой мусульман? А мусульмане на мусульмане могут быть плохими и хорошими, но ислам не может быть. Подожди, брат, я сейчас что скажу, подожди, вот послушай, говорю, да. Вот, допустим, если один еврей кого-то что-то убивает, мы же не можем сказать, что весь еврей такие люди плохие. Конечно, или не один можем. таджик, или один узбек что-то я делает. Говорю, что ислам сам не может быть хорошим, вообще. Ты не можешь, это ты оставь тогда при себе, если не может, ты не говори. Я приведу аяты просто из Корана, которые прямо указывают убивать неверных.
9 сура, 29 аят. Щенок, блядь. Алло, 29, подожди, я с одним Айнена Будда, говорю, щенок. О, из Чечни, видишь, говорю. чистый мусульманин пришел. Вот как Чистый Мухаммед мусульманин, разговаривает. Есть много чеченцев Чистый мусульманин, который матерится как который я видел пророк. по своим глазам, блядь. Ты здесь именно ты чеченоговорящий, ты не чеченец. Я чеченец из Тейпо-Термо, я с Галанчуажа. Я 100% чеченец. Ты, брат, Твоя мама не был бы чеченка. чеченец, Алло, значит, моя чечен мать связан, Аллах. Твоя мать. Моя мать Аллах. Она И не что дальше? омега-сикайстенем. Это который наверху, самый верхний. Она не омега-сикайстенем. Али, Хадис, хадис аят дадут тут прочитать мусульмане. подождите, можно один просто скажу? Пожалуйста, 65 сура, 65 сура, 4 аят дозволяет любому мусульманину быть педофилом, как и ваш пророк. Прочитать вам. Пророк не сказал, что вы педофил. Прочитать вам аят. Прочитать вам аят. Я с вами согласен, что наш пророк был педофилом. Это я с вами согласен. Ну, любой мусульманин имеет право. 65 сура, 4 аят дозволяет любому мусульманину быть педофилом. Габзан. Аят прочитать дадите мне. Барон, можно прочитать аят? Говорите на понятном языке. Барон, аят можно прочитать, барон? Он, ведущий, хочет на русский. Что ты говоришь? Я на русском говорю. Вот, барон, Нет, тебя один подо вопрос, мной, подожди. извините, Допустим, смотри, если кто-то из евреев, допустим, что-то плохое, оставь этих евреев в покое, что они тебе сделали? Алло, 29. Нацию, весь нацию трогать. Оставь этих евреев, мы не о евреях говорим. В мире как бы не может мы что-то о сказать Коране говорим. Алло, оставь евреев. У каждого спровоцировал. Они были адекватные, нормальные мусульмане. Ты их у каждого, подожди, у каждого человека есть свой ум. Ты будешь плакать. Ну, стоп, я уже полотенце одно. Я не буду плакать, блядь. Я как мусульманин хочу знать, где пророк Мухаммад. Скажите мне, пожалуйста. Как где? Где? Я хочу знать, как мусульманин, хочу знать, где мой пророк. Подскажите, пожалуйста. Он сгнил, вот это, в могиле сгнил. А хочешь еще хадис? Пророк сказал, что тела пророков не гниют. Вы можете проверить и всему миру показать вашего пророка. И я приму ислам, если он не сгнил. Покажете нам пророка? Пророк сам говорил, что тела пророков не гниют. Уже видишь, что ты с ними сделал? Они были адекватные. Ну. 65 суру 4 аят прочитаем, что любой мусульманин имеет право быть педофилом. Аллах дает им право. Хуша, ты меня слышишь? Намаз делают, по-моему. Давай, вы сейчас типа считаете себя каким-то нужным, как будто важным, нахуй вы никому не нужны. Ой, хорошо, я-то не нужный, вот, ты нужный. какого хрена тогда вы типа я приму ислам? Нахуй тебе ислам не нужен тогда. Поверь мне на слово. Нахуй тебе ислам не нужен. Валентина, Ты откуда, пошел нахуй отсюда. Он чистый мусульманин. Валентина, слышишь меня? Еще один чистый Я из мусульманин. Дагестана. Ну, 100%, я же говорил, чистый мусульманин. Ты не чеченец, понял? Сонох чего, а верден сунайкуя мобайла, чего, сонох чего босс, а как модела, дакде. А сюда как модела, чего. Нормальный человек. Сонох чего босс, бейца, а ты ног вообще чего. нормальный человек, я у тебя спрашиваю. Сонох чего босс. Шамиль, ты мусульманин. Теперь послушай меня. Я тебя найду. Ты ни хрена не найдешь, ты свои шары найдешь. Свои шары найдешь. Свои шары найдешь максимум. Вот что ты найдешь. Опущенный. Пришел мне, Шамиль, ты чувак. мусульманин, твоего пророка я ебал. Ответ на вопрос. Осуждаю, не надо. Хотя бы с вазелином. Хотя бы с вазелином. Ну если ты мусульманин, я не вмешиваюсь, это ваше Я дело. не вмешивайтесь, пожалуйста, ведущий, это Я мой не пророк. вмешиваюсь. Это мой пророк.
Шамиль, ответ на вопрос, ты мусульманин? Какой он опущенный, какой Я даже не твой, мусульманин, понял, кто. опущенный. Я Пришел тебя сюда, говорит, что я израиль, не и всех твоих опущенный. богов, и всех, особенно твой бог, вот этот баронесс. Я все твое святое ебал, все твою дымовую книгу я ебал. Имама Шамиля я тоже с вазелином. Шамиль, ты понимаешь, что ты спровоцировал? Наш пророк Мухаммад ходил с вазелином. Ты не читай аяты, и ты поймешь почему. Аль-Зут, народ Аль-Зута, знаешь, как его некяхал? Вот народ Аль-Зута с большими аппаратами. Хадис есть, они спрятали ты вот его. так побольше разговаривай, я потом на тебя Народ посмотрю. 29, я вашего знаешь, имама что мы Шамиля раком ставил. Иди отсюда, опущенный, давай гуляй в другом месте. Шамиль, ты себя некрасиво ведешь, Шамиль. Ты их провоцируешь. Самое опущенное имя у него. Царская наложница имама Шамиля. Опущенная царская наложница. И Шамиль имя у него. Шамиль, ну ты провоцируешь их, ты понимаешь? Они мусульмане, теперь за тебя такие вещи говорят. Они мусульмане, Имам Шамиль был опущенным. Царская наложница, которая жила в Калуге, которая предал чеченский народ, поехала, сука, в Калугу жить в царской усадьбе. Из-за этого твои чеченцы все живы, да? Алло, 29 он уничтожил чеченцы 70% да? чеченского мужского населения. Ваш имам Шамиль петух гребаный, вонючий. Строил нам имамат шариат, блядь, сука, блядь. Сама сдалась царю, блядь. Сама сдалась царю, ваш этот имам гребаный. Лучше бы твой отец сдох, Конченый имам Шамиль тоже. Я его могилу ебал, этого Мухаммада, педофила. 6-летнюю Аишу имел. Не надо так, ну не надо. Шамиль, ты видишь, как ты этих мусульман провоцируешь? Ты сейчас делаешь так, что они из-за тебя... Ты знаешь, баронесса, послушай, Рамадан, есть люди нормальные, а есть люди, которые не Баронесса была ваш пророк, он, который красил волосы. Шамиль, покажи свое лицо. Ничего не покажет, он опустит. Включи лицо, покажи. Боишься? Кто боится? Кто боится? Похож на имама а если Шамиля, ты мужчина, покажи свое лицо. Покажи лицо, я вот показываю. А если ты мужчина, покажи, Вендетта. Покажи свое лицо. Покажи свое лицо, если ты мужчина. Ты мужчин любишь, походу, да? Я тебе гей-сайт, я сайт ты ему лицо покажи свое. Причем ты на эту сторону не поворачивай. Алло, я цветным не придерживаюсь, я тебя прямо в твоем Дагестане опущу, это понял? наоборот, Опущенным ты нахрен. придерживаешься своим цветным. Алло, я вашего имама Шамиля топтал нахрен, ты понял? Опущенные гниды, бля, стукачи, бля, царские, бля. Суки конченые, бля. Соседи называются, бля. Всегда служили царской России, теперь служите России. Конечно, это он. Из-за этого вот Шамиля дагестанца сейчас трогали пророка, он спровоцировал. Да, я их пророков топтал тоже. Он спровоцировал. Опущенный пророк спровоцировал. Ты будешь как он красавчик, да? Барон, если их пророк сегодня в России пришел, он у параши стоял бы, опущенный. Представляешь? Скажи, Аиша была красивой? Да. Мама Аиша была красивой, Шамиль? Она в 9 лет 2 метра рост имела. Почему молчишь, Шамиль? Она достойной ваших матерей была. Пошла она нахрен, какая она достойная. Хадис прочитать тебе. Она была шлюхой. Хадис прочитать тебе. Иди на свою мать. Хадис прочитать тебе. Иди, 100%. Твой пророк... 8 глава, читаю хадис, 8 глава, 1455 хадис. Подожди, брат, я сейчас... По-своему хадис читать не 8 надо. глава Сахих аль-Бухари, 1455 хадис. Сообщается, что Айша сказала: однажды ко мне зашел посланник Аллаха, и у меня сидел один человек. Кто за человек? Я по-своему трактовать не надо. Закрыл хлеборезку, я хадис читаю. По-своему трактовать не надо. И я увидела по лицу пророка, что он гневается. И тогда я сказала: о посланник Аллаха, это мой молочный брат. Тогда посланник Аллаха сказал: поистине, скармливание считается, если оно утоляет голод. Внимательно смотрите, кого вы кормите. У вашего пророка в доме сидит некий человек без имени, без рода. Кто лицо он? покажи, говорю тебе, лицо покажи.
Может, тебе яйца еще показать? Покажи лицо, что Алло, ты? 29-й, ты что, вообще больной, что ли? Лицо покажи, говорю Как тебе. нахрена тебе мое лицо? Ты в мою личку Потому свяжешься? что ты не мужчина, понял, Не да? мужчина, твой Потому что пророк, и ты мужского нет. опущенный. Если ты мужчина, Ты Опущенный, не Шамиль, бля. мужчина, понял, да, ты? Чтобы Шамиль, никогда если не Опущенный. ты было тебе мужчина, мужчины. если ты мужчина, послушай, если ты мужчина, покажи пророка Нет, ты лицо, покажи мне фотографию твоего пророка Мухаммада, покажи. У меня, Покажи этого у педофила меня фотографию, есть Ты свой фото, ролик где закрой он свой, срал тебе на говорю. крыше покажи хауса. Ролик закрой пророка свой. Мухаммада, я его могилу ебал. Покажи мне его ебало, Не надо, покажи. Ты Кто покажи осуждаю. свое красил свои лицо. волосы Осуждаю, А ты надо. лицо альбинкой, покажи пидорас, свое. педофил, сука, покажи. Лицо покажи свое Защитники мужчина. Покажи педофила. пророка своего, педофила. Защитники педофила пришли, представь. Барон, на минутку ему микрофон выключи, сейчас я ему историю расскажу, Я как твой Ковер Рамадан заглушить. ебал, я все твой 700... святой ебал, я твой Коран ебал и твой Не, Рамадан, не все твое надо. святое я Хватит, не ебал. Сейчас надо. я Всю ему, твою сейчас я демовую книгу Шамилю я просто, ебал, пидорас. брат, скажи, в 729 году Мухаммед, вот это отродье, отправил в Дербент. Вот этот Шамиль, который сидит, их матерей, 4 сура, 24 аятом насиловали вот эти арабы. 729 год, вторжение на Кавказ. Он даже не знает свою историю, больной ублюдок. Пришел защищать того, кто отправлял изнасиловать их матерей. Они жили под этим халифатом, отправляли 150-300 своих девственниц халифу каждый год. Ежегодно, представляешь? И этот пришел, защищает этого ублюдка. Не знаю, и мне так стыдно, что так произошло. Какая-то... Я Куда как он бы не ушел? хотел. Где он? Я не знаю. Наверное, Он спровоцировал. Мухаммад забрал его к себе, пророк. Вместо Жабраиля, который голый рядом с ним спал. Так, лайкаем. Джибраил тоже был педофилом. Жабраиль спускался и спал с Мухаммадом голым. Абсолютно голым. Джибраил это Габриэль, Малах Габриэль. Тут история, знаете как? Он на кого похож приходил, вы не знаете. На Куяне, на самого красивого мальчика был похож Жабраиль. Слушай, ну ты скажи, тебе нравится все это? Слушай, ты как мусульманин, тебе это нравится? Хушет, тебе это нравится, скажи мне? Но это правда, нравится ему или нет, это то, что пророк вытворял, это все. Ты понимаешь, что ты всю эту кашу завалил, Хушет? Ты виноват. В судный день ты будешь отвечать за них. Ты за всех нас будешь отвечать. А вы знаете, как фугас сложил Мухаммад? Фугас это и выйти посрать. 121 глава Сахих аль-Бухари, 155 хадис. Сообщается от Хурейри, его личного камненосца. Однажды, когда посланник Аллаха вышел, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде, я последовал за ним. Так, когда я приблизился к нему, он сказал: принеси мне несколько камней для очищения. Или же он сказал нечто подобное. Но не принеси ни костей, ни сухого навоза, раус. Раус – это еда джиннов. Тогда я принес ему в полах своей одежды несколько камней и положил их рядом с ним, а сам отвернулся. И удовлетворив свою нужду, он воспользовался ими. То есть пророк очищал одно место, представь, камнями. Нечетными только. Четными харам. Ужас. А представь, у тебя на нечетных закончилось. Раз, два камня или 4 камня. И ты дальше кричишь: алло, одного камушка не хватило, давайте несите, нечетные нужно закончить. Да, пророк чистил. Он тоже джамшут, это тоже конкретный джамшут. Ассаляму алейкум ва рахматуллах, брат. Он постоянно против Мухаммада. Брат, тут хадисы я читал, эти кафиры не верят, что наш пророк чистил, одно место камнями. Я с тобой согласен, наш пророк Мухаммад всегда так и делал. Альхамдулилля, это сунна пророка нечетными камнями очищать зад после туалета, по-большому, если пошел. Это сунна 100%. В Сахих Бухари муслим. А что ты скажешь про это, что я как мусульманин с Кораном чистил свою задницу? Если он это не подтвердит, он выходит из ислама сразу. Сахих Бухари муслим, если хадис не признает, он не мусульманин. Я осуждаю, это неправда. Это не осуждение, это то, что пророк занимался, это 100%.
Любой может зайти сейчас проверить. 21 глава очищение с помощью камней. 155 Бухари хадис. Если он это отвергнет, он уже не мусульманин. Николос, ты не согласен с ними? Поднимись и выскажи свое мнение, Николос. Ассаламу алейкум, Салман. Так, ребята, ладно, я пойду поиграю. Спасибо, что поднялись. Давай. Доброй ночи всем. Адеквель маршал. Оставайтесь свободны. Спасибо. Вообще. Без, будто золотая монета, бушубная. مؤخرا لازم بزرگنا میشه حبی از اسکول تدران Вот то самое, حديثي آياتي самое жестокое نشديت أخذناش داست تشادون أخذنا بيتا обязательно бьёнуш تديش أخذنا شادون لايش قال لايوش زوديش زودايش أخذنا شنو Ramstein, das ist der hat schon was ein Video ilan. Холодно шоу. Это классика. Костецкий волшеб, черно-белый фильм. Костецкий, ничего, а то ничего. إيش أكتبوا نقص أحصل أعبوش تجد خرجوا الشرمت جوية أس إميتين مش آري وغريو هربوخ سوچو ديك خايش شوش بات سو ديك كرابيزن عما عيبن سو ديح إيشاكتل Удуга угар. السلام ما يشدشك ما خوي أسلي بوشن وما إسلامسكي порядок хвату أسبوع порядок قولش ولا وما كان إسلامسكي порядок مو وقت приказ دلك دعوته إذ مو خي بشنا عايشين شو خايد ميل حيبة نفسنا أهتو شو صلاح هي كيف شكوش بعوها وربو نفسنا تيسك ده كان داعي يشترح تيسك تسودو نفسنا إجعل تيسك كان داعي يشترح تيسك تسود عليه تسودو نفسنا قوت مش وش ده يشترح قوت مش بريات كان إسلامسكي مش سوسودو لا مقطع ذكاء وشو ذكاء تفاجح تفاجح وقرحة أزداد الكودش نعيش ديما يا عيلي السنة موسيقى اللي أقرأته يسجوه
Medal alacaksın Eser. Medal geliyor. Öyle diyor. Kes çuvağa bakın. Dayak geçin. Hiç sızlar. İlla يندربي هو يندربي هنا يكسرنا буду заниматься. Я рубаса. Я уже немного погужбанил. И скоро буду помогать России как гуманитарная помощь. Ja marš doćom prodam tvori marš doš. Marš bolče noće, marš doćom prodam tvori. Любой человек, да? Del da tvor. Правильно ли мнение, что арабы выше других народов и рекомендуют, чтобы арабки выдавали замуж за араба, мусульманина, курайшитки за курайш, хашимитки за хашима, так как эти вещи других породословной или избранной из народов. Почему? Неужели один народ выше другого народа или род выше другого рода, один народ стоит над другим? Так как говорят евреи, что они выше, так говорили немцы во время Второй мировой. То, что даже Бану Исраил, они выше были, чем другой народ в свое время, в Коране тоже подтверждается. И Марьям, алейхиссалам, Аллах Субхану Тааля возвысил на женщин мира, тоже Аллах Субхану Тааля подтверждает. В исламе мы знаем, есть правило, народ Аллах Субхану Тааля создал. Как Аллах в Коране говорит, «Я айюхан насу мин закарин ва унса ва джа'альнакум шу'убан ва кабаиля литаарафу инна акрамакум инда Аллахи аткакум. Инна Аллаха алимун хабир». О люди, говорит Аллах, я вас создал из женщин, из мужчин и женщин, и вас сделал народами и сделал племенами. Литаарафу, чтобы друг друга узнавали. Инна акрамакум инда Аллахи аткакум. Возвышенный из вас, самый возвышенный, кто из вас? У Аллаха Субхану Тааля аткакум, самый богобоязненный. Но есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Это единогласно валь-джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это мнение Ахлю-Сунна валь-Джамаа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, выбрал из арабов. Аллах Субхану Тааля сделал пророка Мухаммада из арабов, и Коран сделал на арабском языке. И Ахлю-Сунна валь-Джамаа единогласны, что арабы лучше, чем другие, выше, чем другие нации. В общем, арабы лучше народ, чем другой народ. Это не означает, каждый араб лучше, чем... Может быть, и есть в других народах лучше, чем арабы. Среди арабов тоже лучше курайшиты. Среди курайшитов это лучшие племя, это Бану Хашим. Из Бану Хашимов Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Но, может быть, чем курайшиты, намного выше были, которые мухаджиры, ансары, которые не были из курайшитов. И также, может быть, из другой нации, богобоязные люди намного выше, чем арабы. Это имеется в виду, если все качества одинаково человека, тогда здесь араб, курайшит выше, чем другой нации. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, «Аль-аиммату мин Курайш», поистине имами, халиф является из курайшитов. И после этого то, что говорится, арабки за неарабку выдавать, это запрещенное ислама нету. Имеется в виду, если отец имеет право не выдавать замуж, если даже сама девушка хочет за неараба выйти, имеет право не выдавать.
А если девушка сама хочет, родители хотят отдать, здесь никакого запрета нету в исламе. Валлаху а'лам. ما عاوزين جريش أبو كيريل أبو كيريل أنت عربو ينسقوز ووخشوش جرمانيا ووكسو أنت سوتو الأخر خياتش دور داولش حوايتي شو تسوي سوتو الأخر دارو إيش تعلق ويجا نوختي شو فلسطين شبوك حبالين عربو ما بيش سير كيموات ما بعد لكن بس بوكو نوختي شو أبويش بوده يقول شيء ولا شيء دين ديك تدولرسون ديك دوكر كاستكس اللي انت عربو بوكشن انت واحد شنوكر دا وولش انت هو شديل ودوك سوتاري الاخر ويخايش تقوتي خايش تستوتين خيشا جو الله يتحدى وقو يا شولادات وجو شولادات حيهودات دي حالات اللي خيشا يا ولد دين قوات حقا هوش يقول لك الله مو هيك استنج اي اللي يلو بيش بكويتا شو بزده هوش بخوش شو قبل بش شيء حاجة دعوتين يشادك دوش يا تعوي تعشي دولة تعمولك تعوي تقبشك ولا ستاري ويرسن شبا نوري شمكو بيزن باس شمكو يات شيء ده يستوش دوا هنا دين فهموا هنا دين الله تعالى دي قيتم قيل السنة بوشتاس دعوة داخيات إتاج يو داجي قوي دا سودوس يراوي هو كاتر يو إرابسكي إميراج هو داغستان يو دا روسيا هو كوبيانكي شو تشيقنا ما يونا سودوس يراوي داو حال خلت عن خير اختار إلاتش حدوخشين شو خلت شو ده اختار مالك وحاتا واش ليش بنيلي نايه شين نتبوشين بعد قال نوخ واحد لي انسان نو كار واحد باخد فيتران تستوهن شيء عدل شيء حابة كشيء زغوت تمتع نار يحصل لي اللي نخدو رأي دوغو كان باخو ما ديتاري بروست باخ ما ديتي ما قامت الا الشا شوي جو دوشون ساري الا واحد ميلدو كام واتا ديلي انسان هم ديش شو دو اتكن حدوخ شغل هم دينو تان شيء امبريول شيء اللي امبريول شيء كنشنا انت ريمسكي امبريول شيء امبري قوالي دوحل римский гражданство хилла латинское гражданство Италия دوكو племена شغل مسانا гражданство цел لكسر ريم اللاتين يعني جونها بسير خلّا أكتيك دوكو كاملش دوش سعر دول توام بنكسر союзнической война олчун ишен гражданский праваш яхтуй Италия. Ну توام бин после этой войны уже цена елк праваш. А كده تخاني الجيبي إمبري كوالا تخاني الجيبي مسانا это империя больше акил лукан праваш. Дуй гражданский праваш. Иштвам бяш, дуй иштхабоуш нах яхнак. Но хокар, конечно, шаш камна шадах чаш чо дуэл. مخز دين دوكي. هورش او бош хокар واحد عين شوكا لخر бош يهود دين دوتي مخز دين حان ثانية ديزر дол دين دوتي. انتانا ما تعنوخ شاكيتش ролно представьте. Возвращаемся ровно 1400 лет назад. Царбой тершца цаит эзертек арбо ох хамак. Телети шуец. Диндар жо бахер геннер хабахер бола даур бош мабати. Tokkal baha muhabil okkal. Sana dintçul
جوزل يول أدم بوشيد هم شيا بلخش بهم ده أقل وعيل أقل وعيل هاري والبريستال كده هو شرح كوتش دي دوش هو شرح أقل وعيل هاري شو أقل كات وعيل هاري أقل ريمستنيك أقل بيجينا أقل أستو هو شرح حلور بوكش تون وتسمو يدين خزدوال وتعرف هو خزدوش دو تعرف حبي أحكي شيء هو خزدين بريستال تود إبوكش بول نخبت تعرف بقى تخدين خزدو تخد خشال ميلات أو دزي دوشون تخوما دوشون شو ما يا شونا إيش من رئيس خير ولهم رئيس خير لا ما وقت إمبري ساسني ده بس نتو إمبري يوخلص توان بنا ترى ما ساعات يمش بنا ساعات ساعات كروان سو بقى ساعات خلص خير شوان ساعات تقوى itu variat iš hajakan sašen unkuritu šeita variant jukai da 100% بي ناخ بي أو شيء بتشني يعني وخايت واحد يش خلق قصير أتين بول ده نكريني وقت انكر وقت تقول بالواحد يشغل قول بال وانت هتشخاي دينا بخيوز представить это إسبانيا مو خلة تيجاها لو جوتكي قنش لوكتشينا إنكويزيتي تاع تركيا ماذا بوخ سابو تشين خلص كده تيجاها أك جوتكي لوكش قنش لوكشر هو ده ديش كلاك شيء كيستن تلا سعد يشغل نو أنيس ديلي حتى لا تسلات هو يشغل أقيل خليل دو أقد كريتا وابين قيل لا مش ده يشغل لهم شغل توديل هم بوصل دين تلات كالوير مواتي عميت شني تيشبيك بير بو تيشبيك بو كدو هاي كي تشمبين دول ويروكو ايش تون بريفيركش غوكسونيت ايش اقول دل وهاتي شنو تلك واحد مشتيش اربع محكار سو شنو واحد شو الدات تاع ديليم تاع ومواتي تيغا حنا خوش ما داي emel qeygna xurmatu tikum ma do titolol jendu et maktolo tikum ma tun guri kuyu et azdani guri tu atuk bubat tun khurd at adman tuk bu kha no delo wati hanna khurd duktiga wahti hanti arbo ashtu wahti rudaj bi arbo qam des duel tkhshun keldan el wahti tana wahti ashbuk nokchi wahti ninduko tish pizzot majk mel el uglia astanok yah mel mettah O Germani habek chip noch chit zulks. Germani hawiet tsah mwahta in woro khok hawiet match tag no hu tsamo match ge wala wahti yat khok ke wo yat asbat adokat wo josh kis da kuz nashiet. Et jutki wo et tun kert et kert lamash des buk jutki tun kert abek. Nizam tun huma dach yaxshda as tsam dit sabar delali. So jutki werders shu to sekert adag lamash. قطع مادي درس بوصل بنا هيجر ستوية ورداق بس بتاع وكا هيجر بيسيات ورداق التاك هبوصل بواتسل مجري أيو سوجد كي وسو سكيرتو مجري يرا دواتس ورداق بس هورشون قال شو الناس يري دواتس ورلور دري مج ضياش يزر يرتسر هو داش سر بغ متجات يوري هتسبغ سر بيسيات ستوية هو أولور درق سر هو داش سيج غربت بوصل بتشاك تيمبولي غربت Dite me jasum shkokonos. Belison. Живу бошворо. Сустямо Sadel Walkmo, Hosam de la sort of точно хады да цасам Walkстable. Ахир дука по شجع دابو واتر دابو ستانس عني ايش يا داغستانيا
Они и так изуродованы. Надо нас уродовать, Люка. وين ده شريعتي وخبيزكم ويش ده بس داغستانيات جو بوسو يودا سيغا دعوت تو مو دعوت تقدر تابو ويش ده Тохор мабуше шичой бахкош, шей эрчбейл генетически, ахдехл дагтин. А вы гинцелячь маду шич цаяльё, поэтому надо все как бы сделать, извратить, все выкрутить. Ну, дагестанский молодежь, швейца, ногчичу дعвот, что мечтать, шпутах, вы Дагестане дعвот, мечтать. Как говорят, каждый солдат хочет стать генералом, так и у них каждый дагестанец хочет стать владыкой над чеченцами, начиная от Шамиля. Ашмабуш киакуш. Властвовать над свободными, чтобы не было рядом никаких свободолюбивых. Декмодации, когда кто-то любит свободу, когда кто-то живет по своим правилам, по правилам, которые оставлены ему из тьмы веков его предками. Плохой пример. Sen hugo nokchi takammaday nokchi mersho yakyer tashdo. Ak takam mersho yakyer cha nyakma baytser kharjna. Ak sa chu sadiyani kam daurduki. Dagestan yahtan prison sen lichiter bart khirbosh bat duk amnashdu. ونخشوك يا برت بوخين بول اتكام نشدوك يا برت سخليت مال اتخل برت خير برت سان اتانيو يا بول ايش بتشاك كوالوريات انا شيء سيتواتي تان قوشو وينك قوتان هون ده شويه تقام خل داوردو وتي وي قام تاتدغيت اتغاسخ تارا بيرتي عشتو يا قهوك شو ده نخش شيء تبتشاك كوالو شدو خايت ما سيتوس خايتن دائما تانا ويدوك بتشاك نهو كار بوخشو دوتا وش مر خباك نش بتشاك ولا يتبات شنو خليفات تري خليفات نوخشي بتشاك جو خليفات شاف خليفات نوخشي بتشاك جو كوالوريات خليفات زون وش دو عارف شكل لابانا اشتا سستاوي تون هو كار باخشي تون خير مداتي وانت اجي سيري يا ايرداني يتا افغانستان تا هوشكات تان كالوريوش بتشاك مايات هوكوش بتشاك كوالغيرش نخبت يدين زوي دوكتا نوخشي بتشاك окей, болтать. Ты хорошо знаешь историю. Ты хоть один исторический документ, книгу, что-нибудь читал, где говорят, что вот эта война, 100-летняя, 200-летняя война на Кавказе велась только с чеченцами. Как они это заглушают? Кто угодно. Милла халгвах, гюржи шаш барбох, хокар шаш барбох, шамиль барбох, томбеш. Нохчиц хагуш хаза хазих. هنتو وليلا هنت هما تدينا جوين سوا هم دينا تأيق شلش ها شلفتني يخلو ها سنت إيويت والوجه هقول لي خلاتهم أيو إيتويت شلش حويتي الخلها Вот. هتيا أكا هنت أو تقول هويت شلش حيوي جوات أكاي إيويت شلش حوات أكحت دي كدي تو ما تقولها هو ده تبي أني بلته أكوني قوان خلات لا هو ده تتخيل شو أرتامسن أسيخ بوتريات دوش ياتيجا لازير بوخش بيتش بوتشر ذاك يدول بيتش بوتش دوي لازير هو بوتهاد رود تأثير يوز ده واغير تشتغو ما دو نوخشي قوم الكويجل ده غير شو قايد نفتري رولي بريتندوش وذا شيء بيتش بوت مدار حديث شيء يعاش خد شو مداتك إيش تي سيتواتير يقول خور الحديث عنه ذا شيء بيتش بوت دين دوتك شون ده القوان غيوت شغل شو قيري سولي خيتشير شون داش
نقطة بيتشل شاشو ما تصدقني خاتين شاشو اللي ناخا تعرف نقطة قام كوكاز يا خلو تل سبري يرتبح نا خلو تل باتر تعرف من دجوة تثبتني عشان اللي وماك عشان ما غاز كي ما خير بدابا نابوت شو عش نقطة تثبح يا بايس شو نقطة تثبح شو قش نقوى دير تخل هاش بوصل ويجي بو خير ماك بوش تثبح كي بيز إردري تسمو سولي شو وقر بوصل ببوش وتسحل مولو شو دير إرداتر تحني غاز كي شو إرداتر وده شوي ماك برك طير بركش ثانا ويتصدقش سير خير برك ماك ثانا وجه يتعدي عمل مت يعني شو اللي بوك ويخش هو ده ديستليت مي اتاني شيء اجنتور يبغى بيشكل اجنتور يسولي انه يملك دين سابوا بيمل اجنتور وين شو تو هوك نقطه شو يكثر حقول لي يغاسكش بوا بيشكل يسولي بوي وشو واخوشين خل بويت ونو عشر والتاني تشيل زلي لي يملش تاخوشين نقطة قوم شو ستصدق سولي ونداش دق استير شبوتي حنا خوش تو شي سول شدا شاش دق استير شلوت شاش دقستان البتشا قولا شلوتي حنا خوش مبو المولش بوش دو خليفات از بوش خير دو تسم دو يدين سا نقطة زوي بارتي يوكن زوي دوك مارش ديمقراطيش بتشا البتشا كانس قولوريو يوروبان ساتيريزول ميرت جرجوليش بقولوريوش يات او خير بيتشو خليفات خيريوش مايات خير لايات عرب شقينا خليفات نسخ نو تاع نقطة ايمن تاع شاش عرب شقيا لابون هذا وقت بريميتي ناسل حلقات سبون بو نقطة بات بريسات رانش شو تشنز خليفات نيب تاع واش قيال دو عرب شو دزيدو كاستكس كي غلد شو دز كام دو شو قيال دو اوردر بريسات يا احمد سولش قش دوي Они не собираются строить государство. Но вы как квалитуре отсюда дальше. Вы почак квалитуре. За дюнец гергалу хумали уже за нахал на урду. Нохчи чува, нохчи закончишь. Ду а кастекские сосетинские гладухштек херуат. А Дагестане гладуа шей тебе дуяк. Гражданство закая сосетинские. Не, вы гражданство це юеш. Око худина нохч. Ди кудино чтобы ему гражданство давали. Раньше, чтобы добиться гражданских прав, там шпяшкал касается цирк. И союзническая война. Вот и как раз Спартак хвалили там 90-й год, 88-й год до нашей эры. Ну, Спартак, 74-й год и восстали. Вот лет за 10 чем-то там война шла в Италии, что и племена Швейцарии, Эполич, Сомнич, Брутты, там, Дук Буксига, Луканы, Эполич, там, Дук Бук, Эмниш. Царшие права, что из Римдо, Туамбена, они добились войной прав. А хокон худин лушу, хокон худина, хокон сам, Елбайс. Ну, карманный гражданство, их шегар, давай, Как говорится, надо определиться. Если грубо скажу, конечно, вы не обижайтесь, кто с мухами, кто с котлетами. Выбирайте. Даже инкубаторские, они незаконно рожденные, их на уразу кушать нельзя. Домашние надо кушать. Домашние бывают законно рожденные, что ли? Магар сделали, да? Ничего или почти ничего не слышал о Первой российско-чеченской войне и о Джохаре Дудаеве, я должен дать краткую справку. Но сразу оговорюсь, что даже касательно базовых понятий есть две версии этих событий: пророссийская и непророссийская. Так, согласно пророссийской версии, упомянутую войну принято называть чеченской,
а не российско-чеченской. Видимо, с намеком на то, что чеченцы сами друг с другом воевали. Я не знаю, как еще иначе объяснить такой подход, но знаю, что это, мягко говоря, неправда. Тем не менее, мы разберем обе версии. Во времена СССР Джохар Дудаев был кадровым офицером ВВС, генерал-майор авиации, командовал авиадивизией в Эстонии. В 1990-91 годах он поддержал распад СССР и выход Чечни из его состава. В октябре 1991 года был избран президентом Чечни и провозгласил ее независимость. Российская версия событий 90-91 годов в Чечне заключается в том, что там произошел кровавый переворот, не был проведен всенародный референдум, а Дудаев, он, конечно, был избран незаконно. Хотя, как мы видели по событиям в Молдове, в Приднестровье, Снегур был избран законно, что они сами признают, но это никак не помешало россиянам развязать там военный конфликт. Еще по российской версии в период с 91 по 94 год существовала некая антидудаевская оппозиция. И 26 ноября 1994 года эта как бы оппозиция попыталась свергнуть Дудаева. Важно взять во внимание, что Первая российско-чеченская война начнется 11 декабря того же года, то есть через 2 с лишним недели после попытки этого самого переворота. А сама по себе попытка этого переворота закончилась полным провалом. Возможно потому, что как бы освобождать чеченский народ от Дудаева приехали русские мальчики. Наш президент здесь! И мы за своего президента пойдем в огонь и в воду. А что пойдем? Показали здесь на площади в танковых боях. Эти же мальчики немедленно попали в плен. 27 ноября журналистам показали пленных, которые признавались, что они российские военнослужащие по контракту ФСК. На следующий день министр обороны РФ Грачев публично открестился от них и начал что-то задвигать про наемников. С каждой стороны, и на стороне Дудаева, и на стороне оппозиции, воюет большое количество наемников. Своих не бросаем. 29 ноября 1994 года Дудаев заявил, что пленных расстреляют, если Москва их не признает. И 1 декабря Россия пообещала спасти своих воинов, хотя в Минобороны утверждали, что эти люди не служат в их армии. Этих двоих, и то, в общем-то, с определенными трудностями. Благодаря, в принципе, гуманному жесту президента Дудаева, надо прямо сказать, потому что там совет старейшин был против. Представитель ФСК заключил контракт на подготовку техники, совершения марша и захвата города Грозного. Вы по приказу шли или что там обещали? Денежное вознаграждение 6 миллионов. По сути, это точная параллель с зелеными человечками в Крыму и отпускниками на Донбассе. Те же методы скрытого вмешательства и создания видимости местного конфликта. Те же самые их там неты и нас там неты. Ничего не поменялось. В то же время министр Грачев активно настаивал на вводе войск в Чечню, уверяя, что столицу можно взять за несколько часов одним полком ВДВ. Если бы действовала российская армия, то я никогда не допустил, чтобы танки пошли в город. Это уже безграмотно, дико. Ну, а во-вторых, если бы воевала российская армия, то, по крайней мере, одним парашютно-десантным полком можно в течение 2 часов было решить все вопросы. И здесь, конечно, напрашивается аналогия про Киев за 3 дня. Но на деле все получилось совсем иначе. 9 декабря 1994 года Ельцин подписал указ о вводе войск в Чечню, а уже 11 декабря колонны танков и войск пересекли границу республики. А в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Сегодня рано утром 3 вооруженные колонны Министерства обороны и внутренних войск МВД России вошли на территорию Чечни из Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Так началась Первая российско-чеченская война. Но вместо обещанных Грачевым нескольких часов война эта длилась почти год и 9 месяцев. Позже, в 1995 году, после неудачного новогоднего штурма Грозного, Грачев произнес речь, вызвавшую волну возмущения. По его словам, 18-летние парни в Чечне умирали и умирали с улыбкой. Им нужно памятники ставить, а их порочат. Эти 18-летние юноши за Россию умирали и умирали с улыбкой. Им нужно памятник ставить, а их порочат. 1500 улыбок за одну ночь. Даже россиянам тогда было противно это слушать. Но я слишком далеко зашел. Давайте вернемся в момент распада СССР и сделаем краткое лирическое отступление о законности и легитимности. Потому что, когда говорят об этих понятиях, то часто забывают, что это не одно и то же. Законность — это соответствие формальным законам и процедурам. Легитимность — это признание власти обществом, то есть признание широкими слоями общественности права власти ими управлять. Так вот, старая советская власть
власть со всеми ее партийными функционерами, с которых песок уже сыпался, находящаяся в Чечне в тот момент, стремительно теряла ту самую легитимность. Так же, как она теряла ее в Латвии, Литве, Эстонии, Грузии, Азербайджане, Украине и других республиках рассыпающегося СССР. И то, что происходило в Чечне в 90-91 годах, это, конечно, никакой не кровавый переворот, а обыкновенный политический слом старой советской системы, которая, как вы знаете, трещала на тот момент по швам. И этот слом произошел совершенно естественно. В 90-м году был создан Общенациональный конгресс чеченского народа. И это никакое не бандформирование, как его до сих пор пытается представить российская пропаганда. Это массовое политическое движение, требовавшее суверенитета, выхода из СССР и ликвидации старых партийных структур. А Дудаев стал его лидером. Теперь нам надо подумать, как обустроить суверенное государство. Это чрезвычайно ответственный и сложный процесс. Семиэтажные здания, которые стоят на следующей улице, если даже в каждом кабинете из них сидит один человек, можно себе представить, какие силы для этой республики. Ни в одной союзной республике нет такого потенциала даже по зданию. В начале сентября 1991 года сторонники ОКЧН заняли ключевые административные здания, распустили Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР, вытеснили старое руководство, и все это произошло без масштабных боевых действий. И никакой гражданской войны там даже близко не было. Конечно, можно говорить про политический захват власти. По сути, он таким и был. Но он был естественным последствием нелегитимности просоветской республиканской власти, которой просто уже никто не верил. Какой государственный порядок подходит чеченцам? Парламентская или президентская система? Прежде всего демократия. При отсутствии демократии никакая власть чеченцев не продержится. Вот там, где есть основа демократии, а потом уже закон действует, а не сперва закон, а потом приобщать его к демократии. Вот для чеченцев это приемлемо. Поэтому парламентская ли власть, президентская власть. Ведь мы прошли земной ад. Разрушение, разрушение, разрушение. Значит, отпуск невероятных средств. Только одним росчерком пера Ельцин подписал 150 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов для свержения власти Дудаева в Чечне. Только на одном документе. И вот эта вся сила, вся эта мощь, 4 года готовились. 4-летняя подготовка Генерального штаба, спецслужб. Посмотрите документы. Какую подготовили программу полного уничтожения нации, депортации всего народа, оставить здесь для развода гибриды, чтобы называться, что они уничтожили. Готовили при всех издержках России, экономических, политических, неустроенности, целые городки в регионах, куда должны были пересечь, 4 года строили специальные барачные городки для резервации чеченского народа. А где эти места? Саратовская, Оренбургская, Волгоградская. Даже 1,5-2 года назад чеченская диаспора, находящаяся там, предлагали: идите, вон вам подготовлены, живите, работайте туда и уходите с этих мест. Беда моя была в том, что я знал об этих планах. Это государственная программа. Посмотрите, Черномырдин подписывает план эвакуации или что там, а на самом деле план депортации. И 8-й пункт гласит: без права возвращения. Вот так, приходят ракеты, бомбы, наносят удар, чеченцы выезжают, их там переселяют, вывозят. Выводят из-под бомбового ракетного удара, конечно, дудаевских бандгруппировок. Все это мы уже прошли. Россия только не хочет опомниться, ничего нового не выдумала. 27 октября 1991 года прошли выборы президента, где Дудаев победил с подавляющим большинством голосов. Но если этого аргумента в пользу поддержки чеченским народом Дудаева и суверенитета Чечни как такового вам недостаточно, то обратите внимание на то, что в Первой российско-чеченской войне маленькая Чечня с населением в 1 миллион человек дала отпор российской армии и победила. Какие вам еще нужны доказательства того, что чеченцы реально в большинстве своем хотели быть независимыми? Но есть одно «но». И оно очень важное.
Обретение Чечней независимости угрожало полным крахом России, потому что если Украина, Литва или Молдова выходили из СССР как союзные республики, то Чечня была автономной республикой. Единственной автономной республикой, которая в 1991 году прямо и однозначно заявила о выходе из состава России, точнее тогда еще из состава РСФСР, и провозгласила собственную независимость. Но нельзя сказать, что в других автономных республиках РСФСР не было подобных настроений. Подобные настроения, безусловно, там были, и поэтому нельзя сказать, что они не последовали бы примеру Чечни. А таковых республик в РСФСР на тот момент было 16. Адыгейская АССР, Башкирская, Бурятская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Карельская, Коми, Марийская, Мордовская, Североосетинская, Татарская, Тувинская, Удмуртская, Чечено-Ингушская и Якутская, еще известная как Саха. Зрители моего канала слышали интервью с представителями всех этих республик, потому что представители всех этих республик на сегодняшний день воюют на стороне России, и все эти республики до сих пор являются субъектами РФ. Из Якутии, район деревни. Родом сам с Дагестана, Дербенского района. Я с поселка Болезно, Удмуртской республики, Российской Федерации. Я в республике Башкортостан живу. То еще это не русский? Ну нет, я россиянин, но не русский. Но если бы тогда мир поддержал чеченцев, то России уже могло бы и не быть в том виде, в котором она есть сейчас. И последующих войн уже могло бы не быть. А далее Крым. Заканчивалась кампания в Чечне. Все эти войска должны были перейти в Крым. В Литве и Белоруссии коридор в Калининградскую область, оккупированный российскими войсками, которых девать некуда. Идите туда, завоевывайте и там ешьте, грабьте, насилуйте, убивайте, мародерствуйте и тем проживайте. В Латвии 2 военно-морские базы и 7 наземных военных баз на территории Латвии, оккупированные и никуда не денешься. В Эстонии Нарвский район должен был отхвачен и оккупирован. В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть введены в состав уже новой России, как колонии. С остальными вести войну силами Казахстана, Средней Азии друг с другом. Вот примерно планы до конца 1995 года, которые были в России. Планы. Конечно, планы в России были и аппетиты широкие, и раньше, но осеклись на Афганистане. И аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологи и политики, и заигрывать с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности, а потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию. Однако мир не поддержал Чечню, посчитав это внутренним конфликтом. А Москве, как вы понимаете, принципиально было удержать Чечню любой ценой, для того, чтобы за ней не последовали остальные республики. И поэтому провокации против Чечни начались еще с 1992 года. Это были и теракты, и диверсии, и формирование так называемой чеченской оппозиции, представители которой, что правда, жили за пределами Чечни. То есть Москва целенаправленно создавала иллюзию внутреннего конфликта и параллельную структуру, как противостоять
противовес Джохару Дудаеву. И это все, конечно, подавалось под соусом того, что якобы чеченцы сами выступают против действующей власти, чего на самом деле не было. На самом деле шла планомерная подготовка к силовому вмешательству. И если у вас сложилось впечатление, что это очень похоже на то, что большевистская власть в свое время делала против руководства Украинской Народной Республики, то это впечатление вполне оправдано, потому что логика была абсолютно одинаковой. В случае с УНР большевики не признавали власть в Киеве, и поэтому они объявили ее... Нет, еще не фашисткой. На тот момент ее объявили буржуазной и узурпаторской. Да, тот самый Ленин, который якобы, по мнению Роспропаганды, создал Украину, боролся против Украинской Народной Республики. Такой вот парадокс. Может, кто еще не в курсе до сих пор, так пометьте себе где-нибудь этот простой и очевидный факт. В декабре 1917 года в Харькове было создано альтернативное, лояльное Москве правительство, которое большевики объявили единственно законным. А дальше под предлогом помощи «законной» в кавычках власти в Украину вошли их войска. С Чечней при Дудаеве Россия действовала по той же схеме. Москва не признавала власть Дудаева, объявила ее незаконной или же нелегитимной, они не сильно разделяют эти понятия, сделала ставку на пророссийскую оппозицию и пыталась представить ее как законную альтернативу. И там использовалась одна и та же формула. Мы не воюем с народом, мы восстанавливаем законность. И в Чечне, как потом в Крыму и в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, где удавалось закрепиться российским войскам, там появлялись лояльные Москве администрации. По сути, это классическая имперская технология. Не признавать выбранную на месте власть, создавать удобную альтернативу, а затем оправдывать военное вмешательство заботой о порядке и конституции. Но давайте еще раз вернемся к разрушению нерушимого. После распада СССР Чечня не подписывала федеративный договор и не признавала себя субъектом Российской Федерации. Республика де-факто существовала как независимое государство. В 1993 году Ельцин принял новую конституцию России и в одностороннем порядке включил туда Чеченскую республику. Естественно, это произошло без согласия Грозного и без референдума, и без участия чеченской стороны. Это было политическое заявление Москвы, которое гласило: мы считаем Чечню своей, даже если она с этим не согласна. В ответ на это Джохар Дудаев издал указ об изменении официального названия государства. С этого момента республика стала называться Чеченская республика Ичкерия. Именно поэтому говорят то Чечня, то Ичкерия, что многих путает. Но, насколько я понимаю, если человек говорит, что он чеченец или нохчи, то есть народ, то он себя причисляет к этому народу. А если он говорит, что ичкериец, то еще и подчеркивает свою политическую идентичность. Потому что в Конституции РФ никакой Чеченской республики Ичкерия нет. Там есть только Чеченская республика. А указ Дудаева о переименовании был как раз о том, что они не являются субъектом РФ. У них собственная государственность и собственная идентичность. Нужно отметить еще один важный и, на первый взгляд, возможно, не касающийся этой ситуации момент. Но на самом деле момент очень важный и максимально ее касающийся. 5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Украина под давлением мировых держав отказалась от ядерного оружия в обмен на так называемые гарантии безопасности. Естественно, что Россия считала наличие ядерного оружия у Украины, мягко говоря, проблематичным для себя фактором. Но наши уважаемые западные партнеры, а в частности американцы, сделали все, чтобы этот фактор нивелировать. Клинтон принимал в Белом доме Ельцина, где они говорили о том, чтобы избавить Украину от ядерного оружия. А позже, уже вот совсем недавно, из рассекреченных стенограмм Белого дома, нет, это никакая не конспирология, это реальные стенограммы, а именно из стенограммы от 27 сентября 1994 года мы можем прочитать, что Клинтон говорит прямо: нам нужно надавить на них, чтобы они присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия до саммита в Будапеште, и мы должны позаботиться, чтобы они получили что-то взамен. Ответ Ельцина: да, в отношении Украины в целом мы должны надавить на нее изо всех сил. Мы же подписали трехстороннее соглашение, мы трое. И что теперь? Я должен посетить Украину в ноябре. Прижму Леонида Кучму к стене. Либо договор о нераспространении ядерного оружия, либо они не получат ни газа, ни нефти. Альберт Гор. Не давите на него слишком сильно. 5 декабря 1994 года Украина окончательно отказывается от ядерного статуса. А уже через несколько дней 11 сентября Россия начинает войну против Чеченской республики Ичкерия. Ельцин подписывает указ о вводе войск, на что Америка реагирует выражением обеспокоенности и призывает к мирному урегулированию. Но
как бы признает, что это внутреннее дело России. Видимо, Клинтон думал в тот момент, что с Россией можно договориться, что Россия будет демократической, что гарантии безопасности от России или заключенные с ней договоренности хоть чего-то стоят. Уже после 2014 и 2022 года в своих интервью и публичных выступлениях он неоднократно признавал эту ошибку и прямо говорил, что сожалеет о том, что Украина отказалась от ядерного оружия, а также о том, что он не ожидал, что Россия нарушит данные ею гарантии. И он признает, что Украина оказалась обманутой в своих ожиданиях безопасности. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на Чечне. В своих интервью Дудаев говорил, что на примере Чечни цивилизованный мир уже все понял о России. На самом же деле мир ничего тогда еще не понял, и я боюсь, что все еще не понял сейчас. Первая российско-чеченская война, по сути, стала проверкой реакции мира, обкаткой силового сценария, и мир это проглотил, чем развязал руки Москве. Весной 21 апреля 1996 года Джохар Дудаев был убит. Однако его убийству предшествовало множество других покушений на его жизнь. Сколько раз на вас было совершено покушение? Покушение уже счет сбился. По сути дела, российское руководство совершает открытый терроризм. Даже не покушение, это не назовешь. И приходят самолеты, сносят квартал, где проживает семья. В одном месте, в другом месте. Дети, женщины погибают под бомбовыми, ракетными ударами. И это называется покушение. По-российски. Дудаев был убит в результате российского ракетного удара. В момент этого удара он общался по телефону с депутатом Госдумы РФ о прекращении войны. Российские спецслужбы отследили сигнал спутникового телефона, и по полученным координатам был нанесен ракетный удар. Первая российско-чеченская война – это массированные бомбардировки чеченских городов со стороны России. Удары по жилым кварталам, рынкам, больницам и убежищам. Реального разграничения между военными и гражданскими целями не было. 250 тысяч войск вооружений. 5600 единиц только бронетехники на территории. Неслыханное количество в истории против горстки людей и против территории, по которой на карте ищут микроскоп, набросились, успокоив мировую общественность, сделав заявление из уст президента России, что силового решения не будет, будет только мирное решение. И когда под Новый год смешали песок, землю, небо, кровь и мясо человеческое, смешали и сделали месиво кровавое. И от этой политики не собирается отходить. Вот что такое Россия. По разным оценкам погибло от 25 до 50 тысяч только гражданских людей, среди которых были как этнические чеченцы, так и этнические русские. Не жалели никого. И тогда Дудаев предупреждал, что на Чечне они не остановятся. Будут расстреливать так же, как и в Чечне, не разбирая ни чеченца, ни русского сначала в городе Грозном, ни христианина, ни мусульманина, ни буддиста. В церквях, в мечетях, высокоточным оружием с неба, земли. И да простят нас наши ветераны, что не смогли мы их защитить. Не ожидали уж такого злодеяния. Если могут, конечно, простить нас. И мы не ожидали. Вот это является нашей трагедией правительства и лично моя. Не смогли мы защитить их. И они до сих пор лежат в обломках. И неизвестно, сколько их, где они, и как их теперь собрать, и как попросить у них извинения
за эту трагедию. Смотрите, что они делают в селах, в населенных пунктах, Грозном. Одних замашек достаточно. Для всего мира еще на 100 лет. На 100 лет. Грозный был уничтожен практически до основания. Одновременно с этим Россия отрицала собственную ответственность, естественно, и манипулировала информацией, утверждая, что города разрушаются из-за чеченских боевиков, которые там находятся. То есть по российской версии города Ичкерии разрушались из-за ичкерийцев, которые были у себя дома и защищали те самые города. В общем, к сожалению, там было бесконечно много общего с тем, что мы потом увидели и почувствовали в Украине. Но чтобы понять, что все это будет происходить у нас, и не только у нас, в последующем, нужно было просто понять, о чем говорил Дудаев тогда в своих интервью. Что бы вы хотели пожелать народам бывшего Советского Союза? Народам бывшего Советского Союза ничего я не пожелаю. То, что они заслуживают, они сами себе его и нагнетают, и сами приводят к себе к тому, что они заслуживают. Народы бывшего или настоящего или будущего Союза, и в частности России, больные русизмом. Причем очень опасная, тяжелая хроническая болезнь. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий. Хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только тягчайшими испытаниями. Тягчайшие испытания для нас наступили. Многие это поняли только в феврале 2022 года. В октябре 2022 года Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором признала оккупацию Российской Федерации территории Чеченской Республики Ичкерия, а также признала геноцид чеченского народа. Хотя многие чеченцы приехали воевать за нас еще в 2014 году. Как и многие грузины, для которых эти испытания наступили тоже раньше, чем для нас. Конечно, Дудаев был прав. Народы понимают, что такое русизм только через тяжкие испытания. Кстати, то, что Дудаев, а потом и Басаев, и Масхадов называли русизмом, у нас теперь официально признано рашизмом. В мае 2023 года Верховная Рада Украины ввела термин «рашизм» в законодательство, приняв постановление об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических. Если мир, заявляю ответственно, всем миром не остановит эту чуму или не сделает Россию правовой, по крайней мере, уж демократии там никогда не будет и не было, хотя бы в правовом отношении не соблюдали норм международного права, миру подлежит тяжелейшие потрясения, тяжкие потрясения. Конечно, россиянам очень не нравится, что термин «рашизм» все больше и больше входит в использование наравне с термином «фашизм». И вот потому что им это не нравится, Роскомнадзор очень много раз требовал удалить статью о рашизме из Википедии. Но эта статья до сих пор там, как в англоязычном, так и в русскоязычном вариантах. Там есть отсылки на таких грамотных людей, как Тимоти Снайдер, например, который рассказывает вещи очень подобные к тем, которые когда-то рассказывал Джохар Дудаев. Так что почитайте. Может быть, жизнь кому-то спасет. А может, сотни тысяч жизней. А может, миллионы. Чечня — это только предлог. А по сути, это суть российского народа. Больного русизмом, человеконенавистнической идеологией. А за это трудно надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. О испытаниях для российского народа мы еще поговорим отдельно, а пока давайте вернемся к нашим западным партнерам. Мы уже вспоминали слова Клинтона и тот факт, что он признал свою ошибку. По крайней мере, декларативно он это сделал. Теперь давайте вспомним слова Обамы. В марте 2012 года в Сеуле он разговаривал с тогда еще президентом России Медведевым, и было понятно, что в мае на этой должности Медведева сменит Путин. И тогда перед официальной пресс-конференцией они, видимо, подумали, что запись еще не включили. И тогда Обама по-свойски так просил Медведева передать Путину, что в последующем он, Обама, будет более гибким.
I understand. I transmit this information to Vladimir and Alexander. После этого в ноябре 2012-го Обаму переизбрали на второй президентский срок, а в марте 2014 года Россия осуществила аннексию Крыма, на что Штаты отреагировали обеспокоенностью и санкциями. Но такими санкциями, которые позволили России сохранить основные источники доходов. Потому что продолжалась торговля нефтью и газом через Европу, а западные компании не ушли с российского рынка. В результате российская экономика легко адаптировалась к этим условиям и продолжала взращивать свою военную машину для дальнейшего вторжения. А финансировалось взращивание этой машины главным образом от доходов из средств, полученных от торговли с нашими многоуважаемыми западными партнерами. При этом Украина не получила летального вооружения, и России даже не было объявлено в ультимативной форме, что лезть дальше нельзя. Ничего подобного. То есть обкатка, которая прошла на Чечне и других странах, по накатанной шла дальше и достигла Крыма. С молчаливого одобрения наших многоуважаемых западных партнеров. Вот такую гибкость проявил тогда Обама. После чего он, конечно, признал, что санкции могли бы быть и жестче, но цена этих признаний приблизительно такая же, как цена заявлений Путина о Крыме. Нам не нравится, что Украина хочет вступить в НАТО, мы хотим забрать Крым, или просто мы не можем договориться по деньгам, газ, сахар. В чем главная проблема наша с Украиной, Владимир Владимирович? Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Спасибо. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас чего-нибудь сами отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. А почему же они все-таки начали этот передел? Давайте подумаем. Может, потому что они поняли, что у них самих ничего не отнимут, что им можно это делать? Еще раз. Россия будет вторгаться туда, куда сможет и куда ее пустят. Невозможно уже просто этого не понимать. И даже если вам кажется, что представители России говорят то, что вам хочется слышать, то они все равно врут. Поймите это. Я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Вы понимаете, дело в том, что мы не относимся к НАТО как враждебной организации. Конечно, нет. В результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать все делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик бывшего Советского Союза и так далее. Давайте Клайпеду вернем нам тогда. Давайте сейчас начнем все делить в Европе. Следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Видите, Крым не является спорной территорией. У нас взаимопризнанные границы между Украиной и Россией. Что за провокации вообще такие, не пойму. Вот в Южной Осетии и Грузии там, конечно, другое. Там этнические конфликты. И в Приднестровье не все в порядке было. И в Чечне, естественно. А Крым спорной территорией не является, нет. Вообще никак. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Крым не является спорной территорией. Там просто местные силы самообороны. Что ж ты сделаешь? За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Ну, раз есть силы самообороны, то за их спиной, конечно, должны стать, наверное, чтобы просто постоять, российские военнослужащие. Я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Вариант А – самооборона, и их там нет. Вариант Б – стояли за спиной самообороны. Вариант В – блокировали украинские войска. Вариант Г – обыкновенный русизм. Русизм страшнее фашизма. Когда фашизм пошел по Европе и миру,
и наступил на хвост России, она первая заголосила: «Спасайте весь мир». И весь мир пришел на помощь в борьбе с фашизмом. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы, сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России она выбирает самую беспомощную жертву. На полное физическое уничтожение и реалистическое устрашение мира. Вот какие мы где сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные. Нагорный Карабах вычленили и уничтожили полностью это образование. Далее пошли, Абхазию вычленили из Кавказа, из Грузии, уничтожили весь потенциал. Войну с Грузией, Армению с Азербайджаном, а по сути дела российские спецслужбы, российские войска, российское вооружение, российская техника. Южную Осетию вычленили, уничтожили. Северную Осетию, Ингушетию вычленили. И физическое уничтожение целых народов. Насилие, смерть, кровь, уничтожение народного потенциала. Обратите внимание, когда Путин говорит, что они не собираются вторгаться, хотя, конечно же, они собираются, потому что они и перед вторжением в Крым, и перед полномасштабным вторжением говорили, что не собираются вторгаться, и вторгались. Это мы, наверное, разберем отдельно. Но когда Путин говорит, что они не собираются вторгаться, его пропаганда говорит то же самое. Возможность возврата Крыма России. Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин, она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики, Грузию и Армению? Почему мы согласились с разделом 91 года? Ну, давайте вообще себе соберем Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Ну, умные же вещи, говорит человек. Все справедливо, логично, закономерно. Просто есть один нюанс. Справедливо, логично и закономерно – это не про Россию. Даже если вам кажется, что они говорят правду. Они говорят правду только для того, чтобы в результате все равно соврать. Про Россию это врать, вторгаться и захватывать. И они будут вторгаться и захватывать, как только они подумают, что могут это сделать. И будут вторгаться туда, куда им дадут вторгнуться. И остановятся они только там, где их остановят силой. На сегодняшний же день российская пропаганда немножечко изменила свою риторику. Ну как немножечко? Они просто перестали стесняться и открыто заявляют, что будут что? Ну да, уничтожать, вторгаться и захватывать. А мы говорим, не, ну мы их будем жечь. Где? Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. И уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Здесь, конечно, есть и элемент запугивания, и реальная угроза. От чего это зависит? Ну, я уже говорил, если они решат, что могут вторгнуться, они вторгнутся. Если нет, то просто попугают, чтобы Европа боялась и не помогала Украине. Их логика такова. Но нельзя не добавить, что если Европа не будет помогать Украине, и если их не остановить, то они обязательно вторгнутся в другую европейскую страну. Вот так уже будет совсем логично. И давайте еще раз вернемся вот к этому тезису. Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы вторгаться и захватывать? Ответ. Сколько угодно жизней они готовы положить, как своих, так и чужих. Им абсолютно на это наплевать, без каких-либо сантиментов. Далее Дудаев говорит о некоторых заведомо провальных идеологических путях, которыми может пойти Россия.
Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Конечно, здесь он тоже был прав. Когда Россия пошла на нас полномасштабным вторжением, украинцы не смирились с русификацией. Но насколько нам было бы проще, если бы мы понимали эту угрозу намного раньше, чем она по факту произошла. А чтобы мы это понимали, наше информационное пространство буквально должно было быть пропитанным. Нет. Не русофобией как таковой, а пояснением сути России. Спокойным, детальным, грамотным пояснением сути того, как много раз Россия вторгалась и как много раз Россия развязывала войны. И каковой является ее политика, и что они эту политику не собираются менять. И о Чечне мы должны были знать очень хорошо, задолго до 2014 года. Но давайте я вам приведу один пример. Вспомните, что в 90-х годах для украинцев означали имена Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев. Так вот, не для всех, конечно, но для многих украинцев эти люди были какими-то там террористами, с которыми там что-то там борется Россия. Не для всех, но для многих. Потому что вместо того, чтобы объяснять, что такое Россия и угрозы, которые от нее реально исходят на реальных примерах, наше информационное пространство было пропитано тем самым рашизмом, начиная с момента распада СССР. И примеров тому масса. И песни, фильмы, сериалы, потом соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, потом различные блогеры, как российские, так и пророссийские, которые перманентно кормили украинскую аудиторию российской пропагандой под самыми разными соусами. И когда я говорю под самыми разными соусами, я имею в виду, что были ресурсы, которые делали это очень грубо и прямолинейно, вроде как сейчас это делают российские телеканалы. А были ресурсы, которые делали это более утонченно, ну как бы для более интеллектуальной аудитории. Но все равно, даже эта интеллектуальная аудитория должна была в результате схавать завуалированный пророссийский продукт. Если разбирать то, как именно это работает, то это уже будет отдельное исследование. Здесь же я всего лишь пытаюсь отметить достаточно очевидный факт. Россия всегда выделяла и выделяет огромные средства на пропаганду. И сегодня, когда очень сложно убедить среднестатистического украинца, что Россия не агрессор, все это понимают, кто не понимает, тому уже ничего не поможет, то они, россияне, изменили тактику. И сегодня они просто создают миллион как бы украинских групп, каналов, там, так называемых лидеров мнений, с помощью которых пытаются демотивировать украинцев другим способом. А если сказать очень грубо, то там есть у них два нарратива. Первый нарратив – это «во всем виновата украинская власть». И второй нарратив – это то, что нужно быстрее подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией и соглашаться на ее требования. Потому что мы слабые, потому что мы ничего не можем, у нас ничего не получается, ну и потому что во всем виновата украинская власть. И уже сегодня многие украинцы не понимают тот простой факт, что без реальных гарантий безопасности, за которых сейчас борется наша переговорная группа, а не каких-то будапештских меморандумов, любой договор с Россией будет означать только ее последующее вторжение. Многие уже даже готовы отказаться от укрепленных районов, например, Славянско-Краматорской агломерации, и выйти из Донецкой области только для того, чтобы побыстрее подписать мирный договор с Россией. Но неужели вы сейчас до сих пор думаете, что этот договор будет чего-то стоить? Конечно, нет, но российская пропаганда продолжает работать. И лучшее, что могут сделать другие страны, на которые может напасть Россия, это готовиться к военному вторжению, безусловно, но это в военном смысле, а в информационном смысле начать объяснять, что такое Россия и какие угрозы она реально несет, а также блокировать любую пророссийскую пропаганду, даже, на первый взгляд, самую невинную. Даже когда какой-то россиянин или пророссийский деятель просто заикается о том, что русские солдаты, или наши мальчики, как они их называют, не такие уж плохие, или они просто там жертвы обстоятельств, знайте, вот именно эти не такие уж плохие жертвы обстоятельств завтра придут убивать вас и ваших детей, как они пришли к нам и в другие страны до этого. Пришел не Путин, пришли не такие уж плохие, в кавычках, жертвы обстоятельств. Запишите себе где-то. Может, вспомните перед тем, как эти жертвы обстоятельств решат расстрелять вас или вашего ребенка в затылок. 6 числа мы собрались с друзьями, с брата, уезжать из Бучи.
Мы выехали из дому, напротив нас остановилась БМП. И тут же я остановился автомобиль, соседи остановились, сразу начался обстрел. Дети и жена погибли сразу. Старшему 10, младшему 5. При этом я понимаю, насколько несерьезно могут восприниматься мои советы, потому что мы у себя здесь это допустили. И прежде всего это наша вина. И когда я говорил про наших западных партнеров, многоуважаемых, могло сложиться впечатление, будто бы я во всем обвиняю исключительно их и забываю о наших собственных ошибках. Нет, я не забываю о наших ошибках. Просто я не хочу сейчас вдаваться в нашу внутреннюю политику. Это очень обширная такая и глубокая тема. Но, грубо говоря, можно уверенно утверждать, что даже с 2014 года, когда Россия уже вторглась на нашу территорию, мы все еще серьезно не готовились к полномасштабному вторжению. Ни в военном, ни в информационном смысле. Не готовились так, как могли бы и должны были бы готовиться. У нас все еще продолжал жить чисто пророссийский миф о том, что если вторгнется Россия, то это все, это конец. Искандеры, калибры, флот, авиация, танки. Вон видели, как у них на парадах? Ого, вторая армия мира. А эта армия, это пшик. Но мы верили в этот пшик. И верили, что с ним немедленно нужно подписывать какие-то соглашения. Соглашения, которых они не выполняют, чему у нас была 1000 примеров до этого. А пример тому, что эта армия точно не является непобедимой, нам показала Чечня еще в первой российско-чеченской войне. И мы подтвердили это при полномасштабном вторжении, но слишком большой ценой. Надеюсь, что наши ошибки могут стать уроком для других стран. Но к великому несчастью, побеждая и борясь человечество с фашизмом, рождало тот же русизм. Причем на обозрение всего мира. В то время, когда весь цивилизованный мир боролся с этой чумой, ценой огромных потерь и разрушений, в это время в Руси уничтожались миллионы людей по национальному и духовному признаку. Только в одной яме зарыли 12 000 лучших сынов Европы и цвета цивилизации польских офицеров. 40-тысячную армию польскую уничтожили и оставили из них всего лишь одно подразделение для обозрения. Миллионы народов депортировались и уничтожались, в том числе и чеченский народ весь. 2/3 нации мы потеряли в этой гнусной, похабной идеологии рождения русизма. И русизм стал набирать силу. Реалистическим устранением армии всему миру, демонстрируя свою жестокость, Россия, выбирая самых незащищенных и слабых, демонстрировала над народами мира почти весь период своего существования физическим насилием и уничтожением, демонстрировала свою жестокость и свой русизм. Давайте вспомним. Не успела закончиться война в 1944 году, где десятки миллионов народов были физически уничтожены, депортированы и сделали сплошной концлагерь в геополитическом огромном пространстве. Тут же вступили в единоборство с Ираном, пошли войной на Иран, дали отпор в 1953 году, в 1952-1953 годах, дали в 1956 году Венгрии, в 1968 году Чехословакии, после этого Югославия и так далее, а потом война в Афганистане, а далее Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ингушетия, Северная Осетия, Молдова, Приднестровье, Прибалтика, Таджикистан. И пошло-поехало по миру уничтожение народов
и земной цивилизации. И ни один человек, фабрикантов, авантюристов, откровенных преступников из высших эшелонов власти, совершавших тягчайшие преступления перед человечеством, не понес наказания. А аппетиты все больше и больше разгорались и довели вот до этой ситуации, при котором творится сейчас в Чечне. И ни один не наказан. И могу вас заверить, пока виновники трагедии, бессмысленных народоубийств, жестокости, цинизма, рождающих непоправимое зло на земле, не будут наказаны и не будут чувствовать как эти, так и последователи неотвратимость наказания за преступление, беды России будут расти с каждым часом. Беды России будут расти и растут с каждым часом. Но учтите такую вещь. Россиян невозможно заставить думать о их собственных бедах. Их невозможно заставить думать о их собственных проблемах вообще. Потому что их приучили к мысли о том, что все вокруг враги, и на них нужно нападать, и их нужно убивать. И что эти враги, вот они в их бедах и виновны. И так будет ровно до тех пор, пока не переключить их телевизор, пока не выключить их пропаганду, не переключить ее на ту волну, которая сможет просто показать им, что происходит у них под носом. И это прямо взаимосвязано. Отсутствие у них умения думать о собственных проблемах и постоянное желание на кого-то нападать прямо взаимосвязаны. Потому что если бы они умели думать о своих проблемах, то и жили бы гораздо лучше в своей же стране. И им не хотелось бы нападать на другие страны. Но пока у них все так, как есть сейчас, и пока, как опять-таки правильно сказал Дудаев, виновные не будут наказаны, ничего не может измениться. Это исключено. У Толстого, Хаджи Мурати, есть у нас Мескер Юрт, и сейчас он в том же положении, как тогда, перед той 150-летней войны. Там тоже русские совершили жесточайшие, доходящие до нечеловеческого обращения жестокости. И Толстой описывает, что чеченцы смотрели на русских брезгливо с отвращением. Вот точно так же чеченцы смотрят сейчас с брезгливым отношением. И я себя поймал на том же. Кроме как брезгливости и отвращения. Ничего у меня злобы обратной почему-то не вызывает. Что скотина может такое сделать. И как отнестись к скотине? Что ты обозлился или что-то на скотину, чтобы она не сотворила, на животное. Ну, наверное, равносильно мы... И я, и все чеченцы, я вижу, смотрят на эти злодеяния, на этих русских, на этих татуированных уголовников, мародеров, крохоборов, убийц. Мы на них смотрим с брезгливым отвращением и больше ничего. На татуированных уголовников вы сколько угодно можете посмотреть в наших интервью. И не только в наших интервью, в разных открытых источниках. Их на сегодняшний день в российской армии, я думаю, не менее четверти. А касательно того, что чеченцы смотрели на них с отвращением, вы знаете, меня много раз в разных интервью спрашивали о том, что я по отношению к ним испытываю. Ну вот что ты чувствуешь по отношению к пленным, спрашивали. И я говорил то же самое, отвращение. Они настолько жалкие, они настолько ущербные, они настолько пустые внутри, что ничего другого, кроме как отвращения, я к ним испытывать не могу. Ну, с тех пор прошло очень много времени, в сообществе жили чеченцы, русские. Ничего не изменилось? Не изменилось. Только жестокость русских, русизм. Весь свой потенциал русизма они обрушили на чеченцев. И русские теперь на весь мир оголены. Не только внешне, голые стоят перед миром, но и вывернуты наизнанку, до их кишков. Весь мир увидел, что такое русский русизм и насколько он опасен для человечества.
Вот в чем ошибся Дудаев. Он говорил, что мир увидел, а значит мир понял. Но ничего мир тогда не понял. А самое печальное, что не понял до сих пор. И, наверное, очень банально в который раз повторять, что мир мог бы максимально нам сейчас помочь вооружением и максимально надавить на Россию экономически. И все. И этот мыльный пузырь под названием РФ лопнул бы. Если бы мир понял, то это уже произошло бы. Вы можете сказать что-то о количестве убитых российской армии? Не могу сказать, потому что мне нисколько не доставляет ни удовольствия, ни радости от того, что эти цифры убитых, зарытых, причем зарытых. Что самое страшное, что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно. Зарывают ямы сотнями. Трупы гниют, едят собаки, едят кошки на обозрение всего мира. И демонстрируют, вот где мы какие беспощадные и к своим, и к чужим. Что с нас спрашивают? Не делает нам чести ни эти цифры. И дай Всевышний, чтобы их было как можно меньше. Пусть они будут те, которые называют в России, пусть этим хоть успокоит свою совесть. Ну, здесь речь идет о потерь нет, как вы понимаете. Их тогда у них не было, и сейчас они начинали с того, что их нет. И в наших интервью вы можете послушать о том, что они ходят по собственным трупам, и эти трупы едят собаки, и эвакуируют их очень неохотно. Но я сейчас не пытаюсь сказать, что трупов у них намного больше, чем говорит их официальная пропаганда. Я не хочу называть вообще никаких цифр. Я всего лишь обращаю внимание на то, что отношение к своим же у них какое было, такое и есть. И когда меня спрашивают, почему они такие жестокие по отношению к вам, к нам, я всегда отвечаю, что они такие же жестокие и по отношению друг к другу. И естественно, что к нам относиться лучше, чем они относятся к себе, они не могут. Реально орки, как у Толкина, друг друга убивали и всех вокруг убивали. И в той же Эстонии, и в той же Прибалтике, и в той же Сибири, где бы ни служил, для меня и для моих подчиненных, и для целой армии, значит, граждан не смей узурпировать, не смей насиловать, не смей совершать какое-то насилие. А сейчас армия превратилась в основной фактор насилия. Основной фактор насилия. Буквально считанные месяцы и год-два превратили эту армию буквально в карателей. Карательные. Вон они, моряки. Кичатся тем, что они совершали карательные. И средства массовой информации это выдают чуть ли не за подвиг. Убивают мирных жителей, ничем не защищенных. Ничем не защищенных. Приходят, убивают, причем как? С расстояния недосягаемого, с воздуха и с артиллерийским огнем сносят с лица земли, потом приходят в этот населенный пункт или город и начинают насиловать и мародерствовать. Вывозят все, вплоть до грязного женского белья. Ну как вам? Помните, в 22 году в самом начале мы удивлялись, что россияне крадут унитазы. А в селе Ягидное люди вышли, они удивлялись, потому что пока их держали в подвале, российские солдаты мародерили в их квартирах и крали там все вплоть до нижнего белья. В 22 году, хотя Дудаев нам говорил об этом еще в далеком 95-м. Тогда уже все было так. Мародеры и уголовники. Причем самой низшей пробы. И тут же нужно сказать, что российская пропаганда называла Дудаева террористом. Но, как вы понимаете, послушав этого интеллигентного человека и взвесив все факты, никаким террористом он не был. А вот кого можно было бы назвать террористом, выходя из его поведения и риторики, так это как раз того человека, которого Россия потом поставила управлять оккупированной Чечней. Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, да, госслужащий. Я это Россия, да. Россия это я. Мы уничтожим, покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Скоро отправится на СВО, так что Ахмат сила. Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишь? Нет. Почему?
Не жить хочу. Зачем? Там война убивает же. Ты же вышел убивать, умереть там. Я тебе дам пистолет, ты застрелишь себя там. Умрешь как герой там. Вот так, наверное, может выглядеть террорист. Да, черное это белое, а белое это черное. У россиян чаще всего это работает именно так. Когда начинают теракты чеченцев на территории России? Террор – это самое последнее дело для государственного ранга, тем более. Для человека это террор, это последнее. А чтобы его возвести в ранг государственной политики, это вообще надо быть, значит, параноиком. И стоит ли и мне, и моему правительству, и нашему молодому государству опускаться до уровня российского руководства, отвечать на террор. Но сейчас сложились реалии такие. Почему-то, если совершается террор, диверсии, провокации, ложь, насилие над чеченским народом великодержавной России, то это неизвестно, как называется. Борьба с мифическими бандитами. Но если эти действия переносятся на территорию России, сразу пропаганда российская идет, вот террор, чеченский террорист, дудаевский террор. Я заявлял, еще заявляю, что перенесение военных действий на территорию России не только не является террором, а является уже закономерностью. И даже не зависящей от меня. Хочу я того или нет. Хасавюртовские соглашения 1996 года зафиксировали прекращение огня и вывод российских войск из Чечни. Москва фактически признала невозможность продолжить войну. Чечня вышла из-под контроля России и существовала как независимое государство. Но Дудаев предупреждал. 300 тысяч мужчин от 17 до 50-летнего возраста, оставшиеся без крова, без средств к существованию, без работы и вообще без права на жизнь, которые приобретают вот уже несколько лет исключительно одну профессию войны, мне удержать никаких сил в этом пятачке уже нет. Летом 1999 года отряд Басаева и Хаттаба вторгся в Дагестан. Они рассчитывали поднять восстание в горных районах Дагестана и объединить Чечню и часть Дагестана в единое исламистское образование. Эта попытка не увенчалась успехом, но российской пропаганде нужен был серьезный повод для того, чтобы оправдать очередное вторжение в Чечню, которую они оставить в покое никак не могли. И я думаю, именно поэтому в сентябре 1999 года в России начали взрываться дома. А именно 4, 9, 13 и 16 сентября, соответственно, дома взрывались в Бунайске, дважды в Москве и в Волгодонске. Официальная позиция российских властей заключается в том, что эти взрывы были совершены террористами, связанными с вооруженными группировками из Чечни. Но есть одна проблема, небольшая. Публичных независимых судебных решений, где бы конкретным исполнителем каждого из этих взрывов официально был признан конкретный чеченский гражданин или хотя бы группа, таких решений нет. Российские уголовные дела по этим эпизодам засекречены. Материалы не были опубликованы в полном объеме, а имена обвиняемых не были даже оглашены в открытых приговорах. Зато был эпизод, который показал, почему эти материалы могут быть засекреченными. Такой эпизод произошел в Рязани, и он общеизвестен как Рязанский сахар. Вечером 22 сентября 1999 года жители дома в Рязани заметили подозрительных людей, которые заносили в подвал мешки. Полиция обнаружила в подвале 3 мешка с веществом, таймер и детонатор. Дом эвакуировали, и было возбуждено уголовное дело о предотвращенном теракте. Местные эксперты первоначально заявили, что экспресс-анализ показал наличие гексогена. И тут ФСБшники спалились, потому что, по сути, они могли или просто промолчать, или списать это все опять-таки на неких чеченцев. Но на следующий день ФСБ заявила, что это были учения, а в мешках находился сахар. Сахар, а не взрывчатка. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Вот я думаю, такой же сахар и был в 4 домах до этого. А Беслан и Нордост сюда мешать не стоит, потому что это происходило уже во времена Второй российско-чеченской войны. Войны, которую Россия как раз-таки и развязала под предлогом борьбы с чеченскими террористами против независимого на тот момент уже государства Ичкерия.
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. После распада СССР, помимо вторжения в государство постсоветского пространства, Россия вторглась и в Сирию 30 сентября 2015 года по приглашению правительства Башара Асада. И это была уже попытка стать, что называется, мировым игроком. Но это, если вспоминать, то только в контексте того, что пока Россия клала своих мальчиков в Украине десятками и сотнями тысяч, она уже потеряла ту самую Сирию, и Башар Асад уже живет в Москве, а в Венесуэле американцы показали россиянам, которые там охраняли Мадуро, что такое Каракас за 3 дня, точнее за несколько часов. Швеция и Финляндия тем временем вступили в НАТО. Армения максимально дистанцировалась от АДКБ. «Газпром» за время этой войны стал убыточным предприятием, потому что потерял европейские рынки и вряд ли их уже когда-то вернет. И нефтяные рынки Россия теряет тоже. И если будет так продолжаться дальше, то мы увидим закат этой недоимперии. Джахар сказал: когда над Украиной зайдет украинское солнце, Россия исчезнет. И закат России действительно начался, когда вот сейчас восходит украинское солнце. Нужно только не падать духом. А есть ли такая возможность, что если долго длится эта война, что вот, например, пища кончается, что будет нехватки пищи? Значит, нехватки пищи в самой природе не заложено. Нехватка духа, вот это вот дефицит. На этой земле умершего с голода не знает история веков и времен. Если есть дух, значит, войну можно вести 100 тысяч лет. Если его нет ни одного дня, можно завалить все столы пищей и от обжорства умереть.